Лекция 2. Время и история, подъемы и упадки. Итак, в прошлый раз мы остановились на том, что этнос — это форма общежития, в котором живет вид Homo sapiens, и который отличается и от социальных категорий, социально-экономических формаций, и от биологических категорий, какими являются расы. Рас по последней классификации считается 5-6. По внешнему виду, по расовым признакам, по психофизическим даже особенностям, представители разных рас весьма отличаются друг от друга. Но дело в том, что раса является относительно стабильной системой, но в отношении вида она никак не является формой общежития людей или способом общежития людей в биосфере и вообще на поверхности планеты Земля. Расы различаются по чисто внешним признакам, которые можно определить анатомически. Какое-то значение для видообразования они, видимо, имеют, но в отношении того, как людям при этом жить, как устраиваться, и как работать, и как процветать, и как погибать, значения они не имеют. Тезис как будто на первый взгляд довольно странный, потому что все привыкли к тому, что есть бедные негры, которых обижают, есть индейцы, которых истребляют, есть всякие белые, желтые и прочие. Однако посмотрим, как распределяются эти расы на поверхности Земли. И посмотрим, какое значение имеет их распределение в основном вопросе, нас интересующем, то есть судьбы биосферы. По антропологическим находкам, древнейшие представители так называемой белой расы, европеоиды, появились в Европе и распространились из Европы в Среднюю Азию, в Центральную Азию, вот до сих пор, показывает на географической карте, в Северный Тибет. И, наконец, перевалив через Каракарум и проходы, перевалы через Памир, попали в Индию и захватили ее северную часть. Также они издавна населяли северную часть Африки и Аравийский полуостров. В наше время представители этой расы пересекли Атлантический океан, заселили большую часть Северной Америки и значительную часть Южной Америки, Австралию, Южную Африку. Все это есть результаты переселений. Негры, как ни странно, представляются всегда насельниками тропического пояса, потому что считается, что пигмент меланин, придающий коже черный цвет, препятствует ожогам от палящего тропического солнца. Ожогам-то он действительно препятствует, это верно, но... Скажите, пожалуйста, каждый вот пусть подумает, какое платье мы надеваем летом, когда жарко, белое или черное? Ясно совершенно, чтобы ожогов не было, белое. То есть при жуткой жаре иметь черную кожу совершенно невыгодно, потому что черный цвет слабо отражает солнечные лучи. Следовательно, надо полагать, что негры появились в тех условиях, где было относительно холодно. И действительно, древнейшие находки так называемой расы Гримальди, негроидной расы, относятся к верхнему палеолиту и были обнаружены в Южной Франции, близ Ниццы, в пещере Гримальди. А потом оказалось, что вот эта вся территория, показывает на карте, в верхнем палеолите была заселена негроидами, людьми с черной кожей, с шерстистыми волосами, которые позволяли им обходиться без шапки. Они стройные, высокие, длинноногие, прекрасные охотники за крупными травоядными. А в Африку как же они попали? Да в результате таких же переселений, в результате которых попали европейцы в Америку, взяли и приехали. Причем Южная Африка была заселена негроидами, банту, теми классическими, которых мы знаем, в очень позднее время. Экспансия банту началась примерно в 1 веке нашей эры. То есть они, эти самые первые лесопроходцы негритянские, они современники Юлия Цезаря, Вергилия. Уже давным-давно угасли Афины, век Перикла. Египет стал римской провинцией в 30-е годы до нашей эры, а они только-только начали захватывать леса бассейна Конго, саванны Восточной Африки, вышли на юг к берегам большой реки Замбези и мутной илистой реки Лимпопо. Кого же они оттуда вытеснили? Ведь до них-то там население было. Это была третья раса, относящаяся тоже к разряду южных рас. И действительно, это, видимо, южная раса, которую называют условно «кайсанская». Это буквально группа языков, и условно, чтобы ее как-то назвать, называют расу кайсанской. Вы знаете эти народы. Это готентоты и бушмены. Причем они отличаются от негров, во-первых, тем, что они не черные, а бурые. У них монголоидные черты лица, сильно развитое веко, у них совершенно иначе устроена глотка. Они разговаривают не так, как мы, на вдохе, а не на выдохе. Понимаете? Подумайте, как им было тяжело, а они вот приспособились.
Они совершенно отличаются и от негров, и от монголоидов, и считаются остатками какой-то древней расы южного полушария. Но в смысле этническом ничего общего, несмотря на то, что их очень мало осталось, они не представляют. Бушмены — это тихие, робкие охотники, вытесненные неграми, бичуанами в пустыню Калахари. Живут они там, доживают свой век, забывая всю свою древнюю, очень богатую культуру, очень приятную культуру. Мифы у них есть, искусство у них есть, но уже в таком рудиментарном состоянии, потому что жизнь настолько тяжела в пустыне, что им не об искусстве приходится думать, а о том, где достать что-нибудь покушать. А гаттентоты — это голландское название племен, живших в Капской провинции, голландская колония в Южной Африке, прославились как невероятные разбойники, воры и жулики и любители крупного рогатого скота. Самое лучшее, что они считают, это иметь быков. И когда один миссионер, обративший гаттентотов в христианство, спросил: «Ты знаешь, что такое зло?» «Знаю», — говорит. «Что?» «Если у меня зулусы угонят быков». Да, это, конечно, зло. А что такое добро? Это когда я у зулусов угоню быков. Зулусы — племена, живущие в провинции Наталь в Южной Африке. Вот на этом принципе они существовали до прихода голландцев. А с голландцами они довольно быстро спелись, стали их проводниками, переводчиками, рабочими на их фермах. Когда англичане захватили голландскую Капскую колонию в 1796 году и вытеснили голландцев, то они великолепно спелись с англичанами. И сейчас они представляют, так сказать, самый бурлящий элемент. Ничего похожего на бушменов. Как будто одна раса. Расовые черты должны быть одинаковые. Ничего похожего. Они так же мало похожи друг на друга, как, например, среди европеоидов испанцы похожи на шведов. Совершенно же разные. Это уже 3 расы. 4-я раса, тоже очень древняя, это насельники Австралии. Как они попали в Австралию? Есть у нас такой Владимир Рафаилович Кабо, который утверждает, что он знает. А я ему не верю. Так прямо и говорю, что я ему не верю. Неизвестно, как они туда попали, но попали они туда давным-давно. Владимир Кабо, советский этнограф-австраловед. Гумилев, по-видимому, не согласен с его автохтонной точкой зрения на происхождение австралийцев, высказанной им в книге «Происхождение и ранняя история аборигенов Австралии», 1969 год. Доевропейское население Австралии состояло из огромного количества весьма мелких племен с разными языками и со своими обычаями и обрядами. Причем друг друга они не любили, старались жить друг от друга как можно дальше, потому что ничего, кроме неприятного, от соседей не ждали. Жили они крайне примитивно, но не вымирали, потому что в Австралии исключительно здоровый климат. Там ведь любая большая рана заживает быстрее, чем у нас царапина. Так вот, австралоиды, или их можно назвать австралийцы, это особая раса, которая не похожа ни на негроидов, ни на европеоидов, ни на монголоидов. Ни на кого. Они похожи сами на себя. У них при черном цвете кожи огромные бороды, волнистые волосы, широкие плечи, исключительная быстрота реакции. По рассказам мною непроверенным, но которым я доверяю, кино для этих австралийцев показывают в 2 раза быстрее, чем нам, потому что если с нашей скоростью пустить кино, то они видят пробелы между кадрами. Но при всем этом они обладают и спецификой, которая не дала им возможности развиться. В чем эта специфика, мы выясним в конце курса лекций. Факт остается фактом, что это единая раса, заселяющая единый изолированный континент, попавшая туда при каких-то условиях, явно по морю и, по-видимому, из Индии, потому что ближайшие их родственники живут в Деккане, это плоскогорье в южной части Индии. Эта раса составляет огромное количество самых разнообразных этнических группировок. 5-я раса, самая многочисленная в мире, это монголоиды, которые разделяются на целый ряд рас 2-го порядка. Есть сибирские монголоиды, есть северокитайские, южнокитайские, индокитайские, малайские. Тибетские были, сейчас их уже, кажется, и нет. То есть большое количество самых разнообразных подрас, причем ни одна из этих подрас не составляет самостоятельного этноса. Если обратиться к тому, что сейчас было рассказано, мы заметим, что каждый этнос, развивающийся, двигающийся, создающий свою культуру, теряющий свои возможности, состоит из 2 и более расовых типов.
Монорасовых этносов я, в общем, не знаю ни одного. Если даже они сейчас составляют единый расовый тип, то это в результате довольно длительного отрицательного отбора. А при начале своем, при своем происхождении, они всегда состояли из двух и более компонентов. Носители же отрицательных, вредных мутаций, как правило, погибают, не оставляя потомства. И, наконец, последняя раса, шестая, о которой мы говорить не будем. У нас и карты этой нет. Это американоиды. Они тоже составляют единую расу, всю Америку от эскимосов до огненной земли. Эскимосы там — народ пришлый, огромное количество языков, так что даже невозможно вести классификацию этих языков. Сейчас записано много мертвых языков, неиспользуемых, потому что племена, языки которых были записаны, вымерли. И американоиды, в общем, совершенно различные и по своему характеру, и по своему культурному складу, и по своему образу жизни, несмотря на то, что все принадлежат к одной расе первого порядка. Иными словами, расы, на которые распадается вид Homo sapiens, это условные биологические обозначения, которые могут иметь некоторое значение для нашей темы, только вспомогательное, как любая пограничная наука. Но они ни в коей степени не отражают специфики этнического характера. И вместе с этим еще одно важное замечание. Эти расы, как я уже говорил в начале, стабильны по отношению к виду. Сколько существует вид Homo sapiens? Кроманьонский человек. И мы с вами кроманьонские люди. Он 15 тысяч лет существует на европейском континенте. За это время эти расы хотя и менялись местами, но не появилось ни одной новой и не исчезло ни одной старой. Вы, конечно, можете спросить, а почему я упустил пигмеев? Это обычные негроиды, только живут они в экстремальных условиях. В очень плохих условиях тропических лесов у них сократился рост от недоедания. Так что этим, казалось бы, все исчерпано. Если бы расовый момент имел значение для развития и становления этносов, то есть был инструментом взаимодействия между обществом и природой, то тогда истории никакой бы не было, а была бы заранее заданная картина. Но этносы — системы нестабильны. Давайте проверим это таким образом. Прежде всего, ограничим период, который мы будем рассматривать. Каждый период, каждое условие люди выбирают с какой-то целью. Цель наших занятий не в том, чтобы я вам рассказал какое-то количество сведений об этносах, а чтобы вы, следя за ходом моей мысли, усвоили бы смысл этногенеза, то есть процесса появления и исчезновения этносов. Поэтому мы возьмем только те периоды, которые могут достаточно выразительно этот принцип проиллюстрировать. История человечества известна неравномерно. Древние периоды ее известны очень слабо и отрывочно. Например, историю Египта мы знаем за 12 тысяч лет, хотя это по археологическим данным. Из них 6 тысяч лет уже по историческим данным, по данным этнической переписи. Примерно так же, как и историю шумеров. Историю Китая несколько меньше, в общем, около 5 тысяч лет, но это отрывки. А что было 6 тысяч лет назад между Китаем и Индией, и между Индией, допустим, и Египтом, никто не знает. Поэтому эти древние периоды для нас не годятся. Они могут дать какие-то выборочные места из тех этногенетических процессов, которые нас интересуют. Но эти выборочные места могут создать ложное впечатление, потому что мы не будем знать, что случайно, а что обязательно в каждом случае в процессе. Поэтому древности глубокой мы касаться не будем. Связанная история человечества начинается примерно с 13-10 веков до нашей эры. И поэтому эту дату, мы и возьмем как нижнюю границу нашего исследования. Что касается новой эпохи, последних 100-150 лет, то тут мы сталкиваемся с другой трудностью. Тут процессы незаконченные, а когда мы хотим изучить закономерность процесса, мы должны знать, откуда началось, как проходило и чем кончилось. А если не кончилось, то мы можем выдумывать, как оно кончится, а наши выдумки могут быть правильны и неправильны. Незаконченные процессы изучать бессмысленно, это некорректный способ наблюдения. Потому что выдумать судьбу какой-нибудь страны, допустим, Боливии, что будет с ней в 21 веке, можно как угодно. Пойди проверь. Поэтому на таком материале строить достоверный вывод просто неприлично. Поэтому мы и последний период изгоним из наших рассуждений. Кроме того, есть две очень навязчивых и постоянно употребляющихся исторических ошибки. Это аберрация близости и аберрация дальности. Ну, что это такое, каждому понятно.
Пятак, монета, если мы его ставим перед глазом, кажется нам больше солнца, но это же неправильно, это аберрация близости. И наоборот, верблюд где-нибудь в степи на горизонте, очень далеко, нам покажется значительно меньше, чем собака у наших ног. Ну и это тоже неправильно. Аберрация близости – искаженное восприятие историком давних событий. Так как все последствия того или иного явления еще не ясны полностью, исследователь, воспринимающий обширный поток сведений, не способен отличить в нем главное от второстепенного. События теряют масштабность. Некоторые процессы, кажущиеся современникам ничтожными, проявят себя лишь в будущем. Так, например, значение появления первых христианских общин в Римской империи I века нашей эры не могло быть оценено современниками в полном объеме. С другой стороны, значение многих недавних событий раздувается пропагандой или общественным мнением, которые влияют и на историка. Аберрация дальности. Трудность, возникающая при изучении событий древнейшей истории из-за недостатка информации о них, может привести исследователя к ложному выводу о незначительности этих событий. Иногда встречается более широкое толкование термина, в который вкладывается также географический смысл. Аберрация дальности понимается и как искажение или недооценка событий, происходящих в отдаленных странах и регионах. Частным случаем такой аберрации является европоцентризм, абсолютизирующий ценность истории западной цивилизации и считающий остальные народы отсталыми. Аберрация дальности во времени – трудность практически неустранимая, тогда как в географическом плане современные историческая и этнологическая науки могут ее успешно преодолевать. Аберрация состояния возникает у исследователя, пронаблюдавшего отдельный фрагмент долго идущего процесса, например, изучившего короткий период истории какой-либо страны. Многие важные составляющие данного исторического процесса, например, этнический состав, географические условия, будут представляться этому исследователю как извечные, раз и навсегда данные состояния, так как они не успели заметно измениться на его глазах. Такого рода аберрация устранима. Достаточно рассмотреть процесс в широкой исторической перспективе, чтобы стала видна изменчивость всех его параметров. Поэтому мы возьмем тот самый средний период, где факты известны, соразмерность их очевидна, достоверность их установлена 2000-летним изучением первоклассных историков до нас. Возьмем этот средний период как образец, на котором мы будем основывать все наши построения. И что же мы увидим? В начале этого периода ахейцы из Пелопоннеса и Средней Греции разоряли Трою, небольшой город на берегу Эгейского моря, вот тут вот во Фригии на побережье Малой Азии. А троянцам помогали пришедшие из Малой Азии вожди племен, как будто маленький эпизод, хотя и воспетый самым лучшим поэтом мира Гомером. Что было в это время в других местах? К сожалению, мы не знаем, что было в это время на Апеннинском полуострове. Но только ясно, что до около 900-800 годов до нашей эры там еще не было никаких латинов, сомнитов и других индоевропейских народов, язык которых сейчас изучают на истфаке и о которых мы хоть что-то знаем. Кто там был до этого? По легендам, сохранившимся от Римской империи, там жили нимфы. То есть был какой-то матриархат, при котором женщины бегали с луками, охотились и вообще развлекались, охотясь на склонах Апеннин. Но это легенда, она нам ничего не дает. Вот видите, что значит слишком древний период. Об Испании было вообще ничего не известно. Известно было только то, что там жил какой-то народ, иберы, откуда и полуостров Иберийским стал называться, откуда можно сказать, к какой группе языков и народов он принадлежал. По виду эти иберы были похожи на наших кавказцев, вроде грузин, и у них имеется некоторое сходство с кавказскими языками. Почему? Потому что сохранились их потомки, баски, живущие сейчас на берегах Бискайского залива, в Испании и во Франции. И народ этот, являющийся реликтом, сохранил очень много черт от своей древности.
Это исключительно смелые люди, свободолюбивые, обожающие разбой, всякого рода нечаянные нападения, убийства из-за угла. Лучшие были полицейские и лучшие контрабандисты в течение не только средних веков, а и всей своей истории. Они разбили непобедимые войска римлян, не дав себя покорить. Они разгромили рыцарей Карла Великого, они отбили арабов. В VIII веке в Ронцевальском ущелье разгромили арьергард войск Карла Великого, убив предводителя Роланда. В 736 году изгнали арабов из Памплоны. В общем, они подчиняются только тому, кому хотят. А вообще, иногда они считают за благо подчиниться, но только если им за это хорошо платят, и это им выгодно. Какого Баска вы все хорошо знаете по литературе? Из зала звучат ответы. Кого? Бог его знает. Мы по литературе его знаем, потому что он писатель, а не герой. Нет, не Бержерак. Д'Артаньяна, известного по роману Дюма, и списанного с него прототипа. Это гасконский барон. Гасконцы — это французские баски. Слово «гасконь» — оболтавшаяся «басконь». Оболтавшаяся, то есть трансформировавшаяся при длительном употреблении в разговорной речи. Баскония — историческая область в Северной Испании. И вспомните, как Д'Артаньян себя ведет. Кто ему заплатит, на того он и работает. И работает хорошо, на полную катушку. А если перекупит? Скажем, Ришелье или Мазарини перекупают его, он переходит на их сторону. И себя не забывает, и сохраняет вместе с этим свою баронскую честь, и на шпагу себе заработает. Вот этот архаический тип, который был, видимо, свойственен древнему населению Западной Европы, простиравшемуся до Кавказа, и который был разрушен в древности, примерно около X-XII веков до нашей эры, вторжением племен, называвших себя арийцами. Предполагается, что арийцы, индоевропейские племена, происходят из южной части России. За что купил, зато продаю. Это мнение моего учителя Артамонова. Но, так сказать, и он высказал это как гипотезу. А поскольку лучше нет, приходится остановиться на этой. Михаил Илларионович Артамонов, 1898-1972 годы жизни, выдающийся археолог и историк Восточной Европы. С 1951 по 1964 год был директором Государственного Эрмитажа, руководил археологическими экспедициями, в которых принимал участие и Лев Гумилев. Книга Артамонова «История Хазар» издана под редакцией Гумилева. Почему-то в середине второго тысячелетия до нашей эры, с 15 по 10 века, индоевропейцы, эти насельники южной части нашего Советского Союза, стали распространяться на восток, в Персию и в Индию, на запад, на Балканский полуостров и Западную Европу. Что было у них между собой общего? В смысле расовом, кажется, ничего. Они были разнообразны. Были и блондины, были и брюнеты среди них, было очень много шатенов. Но общим у них было то, что определяет их культуру и быт, и что давало им, по-видимому, первоначальную организацию. У них был не материнский род, а отцовский. И поэтому всему члены рода носили одинаковые для всех арийских языков названия. Например, латинское «патер», немецкое «фатер», персидское «падар», русское «батька», «батя» — одно слово. То же самое мать, брат, сестра, то есть у них были строгие семьи с отцовским родом. Отцовский род, я вам скажу, это вещь жесткая и малоприятная, когда он проходит целиком и полностью, без всяких послаблений. Это значит, что какой-то мужчина-воин берет себе жену или несколько жен в зависимости от своего состояния. Заставляет их дома работать, а сам воюет, пока его не убьют. Но это обычно бывает довольно скоро. Затем следующий, старший в роде, проделывает то же самое. Прирост населения идет очень большой. Женщинам скучно, потому что им тяжело, их заставляют работать, с одной стороны. А с другой стороны, никакого тебе отвлечения. Оно наказывается самым жестоким образом, потому что следят, чтобы дети, принадлежащие к этому роду, были детьми именно этого отца. Но тем не менее получается весьма строгая система. Жесткая система, при которой род является фактически действующей социальной единицей. Это биосоциальная единица, построенная на биологическом признаке. Она начинает действовать как социальная ячейка какого-то племени или какого-то этноса, которому она принадлежит, и где старейшие рода вырабатывают какую-то политику и проводят свою агрессию.
Но для агрессии мало дисциплины, мало подчинения женщин мужчинам, мало того, что большое количество мальчиков считает себя с детства обреченными на смерть и принимает ее как совершенную нормальную судьбу. И даже очень стеснялись бы, если бы им, кому-нибудь из них, удалось бы дожить до старости. Неприлично, значит, трусил, в бой не ходил. Этого всего мало. Для того, чтобы их агрессия была успешной, нужно еще совершенное оружие. И арийцы эти древние его имели. Опять же, это видно по данным языка. Железное оружие они имели. И поэтому слова, связанные с оружием, опять-таки имеют сходство, лингвистическое между собой. Вы знаете, лингвистика — это такая заумная наука, что я верю лингвистам, которые это утверждают. Хотя, на мой взгляд, эти названия очень не похожи друг на друга. Но это я по сердцу. Потому что я, например, никак не могу понять, спрашивал у индоевропеистов, они не могли объяснить, почему слова «начало» и «конец» — это одно и то же слово. Что во что переходит? Но оказывается одно. Так что давайте мы тоже в эти дебри не будем входить. Поверим тому, что подтверждается не только лингвистикой, но и археологией. Наличием жесткой дисциплины патриархального рода при вооруженности железным оружием против бронзового дало возможность арийским племенам захватить почти всю Европу и оттеснить древних иберов или в горы Пиренеи, или в Сьерра-Морену, горы на юге Испании, там были контакты тоже в древности, или на самый север Англии, где жили каледонцы. Это их самоназвание, а принято их называть пикты. Они делали себе татуировку, очень красивые рисунки на лице и на теле, и поэтому их называли пикты, то есть разрисованные. Это было в XII-X веках до нашей эры, как раз в то время, когда, как я вам уже сказал, ахеи, Агамемнон, Менелай и прочие отвоевывали у Приама и Париса прекрасную Елену. А ведь это наводит на некоторые мысли. Не одно ли и то же событие мы описываем? Откуда взялись на этом полуострове, лесистом, спокойном, полном животных, откуда взялись эти страшные завоеватели, ахейцы, которые привели с собой коз, овец, свиней, животных, которые были страшно вредны для пышной растительности Пелопоннеса? Причем эта растительность росла на камнях с ничтожным гумусным слоем. До этого, оказывается, на этом полуострове во время неолита жили пелазги. Их имя сохранили греки для нас в греческой литературе. Но что такое пелазги, они сами не знали, мы тем более. Во всяком случае, жил какой-то народ, который стал жертвой этих ахейцев. Так же, как стала жертвой Троя около 1230 года до нашей эры. Так же, как стала жертвой их, галлов, до VI века до нашей эры, в дальнейшем вот эта страна, получившая название Галлии. Стала жертвой вот эта страна, получившая название Италии, и эти страны, получившие название Испании. Кельтиберы, X век до нашей эры, Дании, Бельгии и Британии, гэлы, бритты. Они проникли всюду, эти завоеватели. Также они проникли на восток, галаты, захватили Иран, это Ариана, страна арийцев, и захватили Северную Индию около 800 года до нашей эры. И все пришло в движение в одно и то же время. Гумилев описывает длительный процесс расселения индоевропейских народов со второго тысячелетия до нашей эры по всей Европе и в значительной части Юго-Западной Азии, Индостан, Иран и Малая Азия, говоривших на родственных языках. В Европе эти народы известны как кельты, ахеи, лигуры, умбры. К кельтам относятся галлы, белги, бриты, гэлы в Шотландии и Ирландии. Из Галлии индоевропейцы распространились по Испании, кельтиберы, по Северной Италии и Южной Германии, по Иллирии и Сербии, откуда они, разоряя все на пути, устремились в Грецию и основались в Малой Азии, в Галатии. А что же делали в это время культурные народы, египтяне, вавилоняне, у которых были тысячи лет позади? Вавилон, например, основан в XIX веке до нашей эры, а мы говорим о X-XI веках, то есть 800 лет уже стоял этот огромный мировой город. Египет еще больше просуществовал, чем Вавилон. Додинастический период около 5000-3100 лет и раннее царство около 3100-2649 годов до нашей эры.
До Вавилона был древний Шумер, примерно 3000-2100 годы до нашей эры. Оказывается, они вели себя крайне тихо, защищались, иногда воевали, сражались, но больше бывали сражаемы. Египтянам, например, в эпоху их величайшего расцвета при 18 и 19 династиях удалось отвратить натиск народов моря, о которых я только что рассказывал, ахейцев. Они высадились в долине Нила, через Крит прошли сюда, показывает на карте, и чуть было не разграбили весь Египет около 1175 года до нашей эры. Их отбили с величайшим напряжением, причем египтян, наверное, было человек 15 на одного представителя народов моря. Произошло это около 1183 года до нашей эры в правлении фараона Рамсеса III, правившего с 1184 по 1153 год до нашей эры. И тем не менее, они закрепились вот на этой территории, получив название филистимляне. Отсюда и название Палестина. Но они встретились с такими же разбойниками, с такими же головорезами, которые пришли из Синайской пустыни. Это были народы Хабири, предки евреев. И устроили они жуткую резню, убивая друг друга совершенно беспощадно, за исключением тех случаев, когда одни изменяли своему народу в пользу своего противника. Так поступал замечательный царь Давид, живший примерно с 1010 по 970 год до нашей эры, описанный в Библии, который сделал свою карьеру на том, что предал своего благодетеля, Саула, первого еврейского царя, происходившего из колена Вениамина, чем обеспечил филистимлянам власть над Саулом. А потом взял власть в свои руки, и потом перебил своих, сторонников Саула, и своих противников среди евреев, и тех филистимлян, которые не сумели от него убежать своевременно. То есть оказывается, что почему-то в этот самый XI век, а здесь это уже точнее можно сказать XI век, культурные богатые государства, стремившиеся приобрести рабов и установить рабовладельческую формацию, терпят полное поражение. Они еле-еле защищаются по отношению к каким-то кучкам головорезов или с моря, или из степи. Расселение ахейцев по Средиземноморью, давших название финикийцам, происходило около 1100 года до нашей эры. Их название происходит от греческого слова «фейникес» – «пурпурный». Пурпур, краситель, был наиболее ценной статьей их торговли. Переселенцев XVIII века до нашей эры в древней Палестине называли евреи, ибрим, хабири, то есть заречные, пришедшие с того берега, с берега Ефрата. Эти племена семитского происхождения состояли из 12 кланов, колен. Около 1010 года до нашей эры они создали Израильское царство. Посмотрим, что было дальше. Если про этих головорезов народов моря мы не знаем, откуда они пришли, то здесь, на территории современного Ирака, в X веке и до VII века возвышалась кучка таких же головорезов, небольшое племя, называемое ассирийцы. Они были люди вполне местные, они ниоткуда не приходили. Несколько раз до этого времени они пытались добиться самостоятельности, но каждый раз оказывались в подчинении у каких-нибудь соседей. Или у Вавилона в XVIII веке, или у Урарту, или еще у кого-нибудь. А тут им удалось. И они создали первую всемирную монархию, то есть завоевали всех своих соседей, правда, к VII веку до нашей эры. В течение 100 лет были завоеваны вся Передняя Азия и Египет. То есть они завоевали вот так всю Месопотамию, Элам, Мидию, частично Закавказье, большую часть Малой Азии, Сирию с Палестиной и даже Египет. Создали огромное государство, которое развалилось с потрясающей легкостью, как только пришли потом уже скифы с севера, нанесли ассирийцам удар, потрепали их войска. То есть личный состав войск оказался обедненным, его пришлось заменять новобранцами из покоренных народов. Армия потеряла боеспособность. В 612 году до нашей эры Ниневия, столица Ассирии, пала, разбитая на части двумя народами-союзниками, медянами и халдеями. Халдеи — это арабы. И кончилась Ассирия. И потомки этих ассирийцев что делают сейчас? Звучит ответ из зала: обувь чистят. Правильно. И с тех пор, с 612 года, подумайте, ничего другого. Это тоже наводит на некоторые мысли.
Если мы пойдем дальше на восток, то в X веке мы увидим, что здесь происходят довольно неприятные обстоятельства. Вот эта роскошная степь, простирающаяся от Дона до Маньчжурии, испытывала довольно значительное усыхание. Дело в том, что циклоны, как я уже говорил в прошлый раз, меняют свое прохождение. Проходят иногда южным путем, иногда северным. Если южным, тогда хорошо. Тогда они изливаются на горах и наполняют реки, дождики текут в степи, и все, слава богу. А если они идут северным путем, степь, естественно, сохнет, отодвигая лесостепные районы к северу и к югу, а лесные тоже к северу и к югу. Бесплодная пустыня, в которой могут жить только ящерицы. Вот таким периодом был примерно X век до нашей эры. Оседлые народы, занимавшиеся экстенсивным земледелием и примитивным скотоводством, были поставлены самой природой в необходимость найти выход или помереть с голоду. Скот вытаптывал землю около родников, а ветер разносил сухую пыль. Это результат так называемого скотосбоя, снижения продуктивности пастбищ вследствие чрезмерного выпаса. И нужно было или прокормить скот, единственное средство пропитания, или самим помереть, или уйти. Для того, чтобы уйти и завоевать какие-нибудь места, нужно иметь большую армию. Сами знаете, нужно иметь большое вооружение, сытых и здоровых воинов. А люди видели, что один раз засуха, другой засуха. Ну, пойдет же когда-нибудь дождичек. Зачем мы будем воевать? Мы за мир, думают люди. И поэтому никуда воевать не ходили. До тех пор, пока они не изнурялись жизнью настолько, что никаких воинов из них не получалось. И лошадей у них не было, и скота у них не было. Какая там война? Тогда шли бедные к соседям в оседлые места. Или в Сибирь, или в оазисы, или в Китай и говорили: «Пустите нас, хоть подкормиться немножко, хоть водички попить, а то мы совершенно измучены». Ну, те их, конечно, пускали, на условиях весьма неблагоприятных. То есть завоевание с этим не было связано. Просто заставили работать, если не рабом, то все равно угнетенным подданным человеком. И тогда гениальные кочевники, предки гуннов, придумали такой способ. Если травы мало, но все-таки она бывает, потому что снег нет-нет, да и выпадает зимой. А раз он выпадает, то он стает, вода впитается в землю, а где вода, там и трава. Значит, будем гонять скот за этой травой, будем использовать всю траву, какая есть, перегоним ее в мясо, мясо съедим и не погибнем. Так родилось кочевое скотоводство. Археологически оно поддерживается, правда, не с X, а с VIII века до нашей эры, так что я забежал немножко вперед, рассказывая об этом процессе, но разница не так уж велика. Сами по себе неприятности были связаны именно с тем самым X веком, о котором мы говорим по отношению к Европе. А что же было в это время в Китае? В Китае еще с древности создавались могущественные династии. Но китайские династии отличались от всех прочих. Чем? Ну, как известно, Рим основали дети, вскормленные волчицей. У монголов были тоже тотемные предки, дети Гаамарал, дети оленихи и серого волка. То есть тоже воины и охотники. Какие-нибудь германцы почитали воинственных богов и своих прародителей. Вот она, Тора и других. А у китайцев основателем династии был инженер-мелиоратор. И это было не случайно. Предки китайцев, 100 черноволосых семейств, пришли с запада вот с этих гор и поселились на берегу Хуанхэ, Желтой реки, вот в этих местах. Для того, чтобы понять, что такое Китай, нельзя не рассказать о режиме реки Хуанхэ. Она начинается в Тибете как горный ручеек, не очень большой, такой, что даже стрела легко перелетает с одного берега на другой. Перейти ее несложно, хотя чем ниже, тем быстрее она течет. Затем, проходя через вот эти восточно-тибетские горы, она набирает невероятную скорость и течет стремительным потоком в ущельях, которые она промыла среди гор. И тянет с собой в силу этого огромное количество аллювия, осадочного материала. Таким стремительным потоком, со скоростью курьерского поезда, она выходит вот сюда и обтекает вот эту местность, называемую плоскогорье Ордос. Обтекает вплоть до конца этой огромной излучины. И тут она аллювии не теряет. Во время половодий количество взвесей в водах Хуанхэ доходит до 40 и 50%. То есть перебираться через Хуанхэ во время половодья или зимой, когда она и лед несет, правда, лед так редко останавливается, но все-таки бывает, замерзает, практически нельзя. Поэтому Ордос — это по существу
остров внутри континента, так его защищает река. А когда она выходит из гор и начинает терять скорость на равнине, она начинает откладывать аллювий. И она намывает дамбу величиной примерно в метров 5-7. И течет она на этой дамбе. И так как здесь река уже широкая, то в силу известного закона, связанного с вращением Земли, она начинает меандрировать, петлять из стороны в сторону. И подмывает то один берег, то другой, как у нас терек. А это великое несчастье, потому что, представляете себе, эта огромная масса воды с высоты 5-6-этажного дома вдруг устремляется на соседнюю равнину и тянет за собой большое количество всякой мути, всякой взвеси, осколков кремня, песка и вообще всякой дряни. Тут спасаться надо. Спастись не всегда удается. Но во всяком случае, если человек сам и убежит, то имущество-то свое не возьмет. На этих полях, которые с большим трудом среди тропического леса китайские земледельцы устроили, посадили там просы и что-нибудь еще, что им надо, вдруг выпадает большущий слой камней и песка, то есть погребает гумус под собой, жить становится совершенно невозможно. Почва вся пропитывается водой и превращается в болото. Поэтому там вырастает огромный лес, в котором живут различные хищные звери, от леопардов, место-то ведь очень южное, 45-я параллель, и бамбуковых медведей, и кончая настоящими медведями. Это местность ад, и ее превратили в рай. Некто Юй около 2278 года до нашей эры объездил эту самую реку по всей территории своего княжества и предложил проект, который сам провел своими руками. Его изображают всегда с большими мозолями на ладонях. Он стал чинить дамбу и укреплять ее. И древние китайцы в 3-м тысячелетии до нашей эры, это я рассказываю глубокую древность, эту дамбу укрепили, реку ввели в определенное русло. И после этого они до 634 года до нашей эры, то есть 2500 лет, жили спокойно и не знали, что такое наводнение. Потом эта река все-таки прорвалась, затопила низовье. Ее починили снова, уже новыми средствами, потому что это уже было 1-е тысячелетие до нашей эры, а не 3-е. После этого реку чинили каждые 2,5 года. Вот до сих пор и продолжают чинить. Это называется технический прогресс. Ну вот, как только реку остановили, оказалось, что можно очень легко и приятно жить в этой стране. Лес развели, сделали поля, засеяли их зерновыми бобовыми растениями, развели домашний скот. Орошения не требуется, муссоны, воды сколько угодно, все растет. Детей можно было прокормить неограниченное количество. Поэтому китайцы, вообще говоря, очень честолюбивые люди, и даже древние китайцы, они старались своих жен освободить от всякой работы, чтобы они по хозяйству с детьми сидели главным образом и рожали каждый год. А впоследствии им даже для того, чтобы они, так сказать, не отвлекались на какую-нибудь работу, стали делать операцию, ломая ступню ног, для того, чтобы женщина вообще не ходила, а сидела дома. И муж все делал. Стряпал, стирал, ухаживал за женой. Но, боже упаси, если он считал, что она изменщица. Все, у нее вырезали нижнюю часть живота большим ножом. В отличие от китайцев, кочевники гунны тогда еще, а впоследствии тюрки и монголы, они женщину заставляли работать. То есть ходить за скотом, шить, чистить оружие. Нет, оружие сами чистили. В общем, юрту делать, ухаживать, смотреть, чтобы все было в порядке. Но никто не спрашивал, от кого она принесла ребенка. Считалось, что если у нее есть ребенок, то все племя было радо и счастливо, лишний богатырь или лишняя красавица. И имущество, которое муж приносил в дом, за исключением оружия, все принадлежало жене. Она распоряжалась и выдавала ему сколько хочет. И он слова не мог ей сказать при этом. Вот что такое этносы, вот как они отличаются друг от друга. Теперь я прошу вас обратить внимание на то, что я вам рассказывал, никакого отношения не имеет к расам, а имеет отношение исключительно к какого-то рода явлениям, связанным с природой дневной поверхности нашей планеты и к глубинным явлениям, которые иногда простому человеку зрительно не видны. Рассмотрим случай Китая. В это время с 3-го тысячелетия по 10 век до нашей эры Китай был очень маленький. Он занимал только самое нижнее течение Хуанхэ и частично реки Вэй. И за это время китайская историография насчитывает всего 2 династии. Одна династия Ся, 2205-1300
1766 год до нашей эры, династия охотников, которая унаследовала Юю, этому первому мелиоратору. Она процветала за счет того, что в этом субтропическом широколиственном лесу имела возможность целиком и полностью использовать местные ресурсы края. Но династия эта продержалась не очень долго и была сменена династией Шан 1766-1123 годы до нашей эры. Эта династия объявила войну племени Ся, разгромила его, выгнала его и установила жестокую деспотическую систему власти с великолепной культурой, с грамотностью. В эпоху Ся такой грамотности еще не было, а тут была изобретена иероглифическая система письменности. Писали на черепаховых щитках, и сейчас читают эти иероглифы знающие люди, потому что система сохранилась до нашего времени. А разбитые, но оставшиеся в живых члены династии Ся бежали на север, в степь, в Ордос, и жили здесь вместе со степными народами. Затем пересекли пустыню Гоби и, по легенде, стали предками гуннов. Но не одни, а в сочетании с аборигенами современной Монголии. Шан была вполне цивилизованной династией и вполне цивилизованной империей. Там была великолепная столица, там были и приемы, богатые одежды, началось шелководство, и очень распространился культ почитания предков, которым в сопровождении после смерти отправляли до 500 убитых рабов. Но у людей победнее убивали меньше рабов, а для царей — до 500 человек. Естественно, что вся эта цивилизация существовала за счет совершенно жуткого обжимания тех, кто работал, трудящихся масс. Поэтому она им была очень мало интересна. И в XI веке до нашей эры небольшое племя Джоу, западное племя, но опять-таки запад надо понимать внутри Китая, выше предгорьев Тибета, разгромило огромную армию шаньцев, перебило и захватило в плен их аристократию. А народ сказал: «Какая нам разница, кто над нами правит и кто нас будет обжимать?» Народ не шевельнулся. И так создалась первая историческая империя Джоу, 1123-960 годы до нашей эры. Причем завоеватели захватили территорию уже до Голубой реки, Янцзы, и болота между этими двумя реками, которые сейчас уже стали культурными землями, а тогда еще не были, то есть весь северный современный Китай. Джоусцы были народ дикий, воинственный, храбрый и человеколюбивый. Особенно они своих подданных не обижали, и царя своего они не обижали. Они знали, что у них есть царь, но старались всегда держаться от начальства подальше, думая, что ничего хорошего от близости к начальству нет. Поэтому вскоре Джоуская империя распалась на 1851 княжество. Списка этих 1851 княжества нет нигде, и он не нужен, потому что даже тогда китайцы, при всей их дотошности, не считали нужным давать перечисление забытым ими самими названиям. Что мы видим в этом процессе, который опять-таки совпадает с распространением арийцев сюда на запад, семитов на север, то есть еврейского нашествия на Палестину, а потом арамейского нашествия на Сирию, вместе с началом образования кочевого быта. Мы видим здесь естественное распадение большой территории с натуральным хозяйством на ряд мелких владений, из которых каждое было самостоятельной единицей. Никакой пользы, никакого смысла в объединении у них не было. Соседи у них были народы довольно тихие, спокойные. Гуннов они отогнали с джоусцами, еще первые императоры, отогнали за пустыню Гоби. А кругом них жили только жуны. Это очень интересный народ жуны, которого сейчас нет. Это были люди светловолосые, со стеклянными, то есть светлыми глазами, с рыжими, очень густыми бородами, типичные европеоиды. И эти густые бороды у китайцев прослеживаются до начала нашей эры, даже после нашей эры, до 3-4 веков нашей эры. Потом монголоидность вытеснила эти европеоидные признаки. Жили эти жуны отдельными племенами. В отличие от предков китайцев, они не занимались трудоемкими земледельческими работами, а жили на холмах и на склонах гор. Каждый в своем ущелье имел свой замок, там и жил. Но сами понимаете, что в горных долинах очень мало земли, то есть пищи у жунов не хватало для того, чтобы кормить большое количество детей. И поэтому размножались они крайне медленно, но были весьма воинственны. Китайцы, подчинив себе жунов и отчасти использовав их при завоевании империи Шан, с ними долгое время уживались. Только позже, уже в VIII веке, я опять забегаю вперед, чтобы не возвращаться, в Китае начался процесс создания нового древнего Китая.
Эти жуны, будучи изолированными, не могли оказать сопротивления. Они были поодиночке перерезаны растущим китайским древним этносом. Но этот процесс начался в VIII веке. Мы его сейчас, вот при этом рассказе, не затрагиваем. А кто же жил за пределами Китая? Здесь вот, на юге, жили племена, называемые Мани. Но это название такое общее. Туда входили самые разные племена лесовиков. Похожи они на современных вьетнамцев, которых у нас на улицах можно было видеть недавно в больших количествах. Вот такие маленькие, очень подобранные, очень работоспособные, очень смелые, очень хитрые, умные, выносливые, очень самостоятельные. Завоевание Южного Китая и превращение его в Китай, весь этот исторический процесс занял около 3000 лет, и еще сейчас он полностью не завершен. Да, потому что там большое количество южнокитайских инородцев, которые в древности назывались Мани. В Шаньдуне жили охотничьи племена И. Шаньдунь — это горный полуостров, так что наводнения на Хуанхэ были ему не страшны. И эти И изображались как охотники с луком. Уже к началу нашей эры их не стало. Китайцы их всех освоили и подчинили себе. А в горах жили горцы, кочевые скотоводы, которые назывались кяны. Это кочевые тибетцы, которых видел Пржевальский, по ошибке приняв их за тангутов. Тангуты — это другой народ. И они до сих пор живут своим бытом. У них есть племена — Нгалоги, Банг-Нгалоги, Бама и. Но эти племена мало кому известны, кроме них самих. До последнего времени, до конца XVIII века, они, находясь в составе огромной Китайской империи, никому не подчинялись. Жили своим племенным бытом, грабили проезжающих паломников, монголов или китайских купцов. Попробовали ограбить экспедицию Пржевальского, но когда наши начали стрелять, то они убежали и сказали: «Нет, с этими лучше не связываться». Николай Михайлович Пржевальский, 1839-1888 годы жизни, выдающийся русский путешественник, исследователь Центральной Азии, почетный член Петербургской академии наук, генерал-майор. Руководил 4 экспедициями в Центральную Азию с 1870 по 1885 годы, впервые описал природу многих районов, а также быт местных народов. Кяны – монголоидные племена тибетцев, на протяжении столетий отстаивавшие независимость в войнах с китайцами. Потомки кянов сохраняли свой быт и дикую волю до XIX века. Нгологи – потомки монголоидных независимых пастухов-кянов, отколовшиеся от них до новой эры. Живут в Тибете в области Нголок, у истоков Желтой реки. Бома – племя, составившееся на основе браков монголоидных тибетцев-кянов и земледельцев-жунов. Вот. Но это народ, кяны, крайне неукротимый и дикий. Живут они в северном и в северо-восточном Тибете, иногда распространяясь на запад до западного Тибета. А место это, я должен вам сказать, для жизни малопригодное. Дело в том, что весь Северный Тибет покрыт густым лесом, потому что все муссоны, идущие с Южного Индийского океана, переваливают через Гималаи и в холодном тибетском воздухе выпадают дождями. А вот через Тяньшань и Куньлунь они уже не переходят. А здесь такое количество влаги, что растет огромный лес и большое количество травоядных животных, естественно. Но человеку там жить нельзя, потому что не из чего разжечь огонь, ни одной сухой веточки. Каждая веточка, упавшая с дерева, немедленно загнивает. Кизяк, основное топливо для центральноазиатских кочевников, гниет тут же. И поэтому туда уходят охотники с тем, чтобы прожить 5-6 дней, не разжигая огня. А потом уже возвращаются, греются, отдыхают, но жить там не могут. Туда китайцы так и не попали вплоть до нашего времени. Другая часть ся, убежавшие на север, образовали здесь первую кочевую династию хуннов. Китайцы опять же не смогли перебраться через пустыню Гоби, иначе как путем организации легкой конницы, но это уже более позднее время. Именно пустыня спасла народы, жившие по соседству с Китаем, от истребления. Какая здесь закономерность? Да, она напрашивается сама по себе. Этнос, оказывается, не будучи никак связан с расой, связан с ландшафтом, через хозяйство, которое его кормит. То есть этнос — это понятие географическое.
Вот то, что я доказывал постоянно, часто и буду доказывать, как говорил старик Рабле, от Сорбонны включительно до костра исключительно. Вы не смейтесь и не улыбайтесь. Это совсем не так легко и просто. Вы знаете, что возможности счета у разных млекопитающих ограничены. Белка считает до 2, кошка считает до 3, собака до 4, человек считает до 3000. А мой оппонент, который меня обвиняет в том, что я не прав, он считает до 2. У него либо социальное, либо биологическое, и ничего третьего не может быть. Ну, сами понимаете, что при этом доказывать, что этнос — явление третьего порядка, связанное с ландшафтными особенностями нашей планеты, это надо возвысить его счетные возможности до уровня кошки. Не знаю, удастся ли мне это к концу жизни. Теперь от этого сделаем переступ. Ну, насколько? На 500, на 600 лет. Возьмем такой же срез в IV веке, тоже до нашей эры. Что это за время произошло? За это время создалась и погибла великолепная культура греческих полисов, городов-государств, которая дала начало всей нашей науке — философии, геометрии, математики, истории, географии, вообще всему, что мы знаем. К IV веку Греция, вспоминавшая только пережитый свой расцвет, стала добычей Александра Македонского и его малоквалифицированных товарищей. Я называю правильно, они назывались гетеры, то есть товарищи царя, а также совершенно диких иллирийских солдат, с помощью которых он разгромил фиванское и афинское войско при Хиронее в 338 году до нашей эры, разрушил Фивы и подчинил себе почти всю Грецию. Но были ли эти греки подобием ахейцев Агамемнона или Ахилла? Да ни в коей мере. Это был совершенно другой народ, относившийся к древним ахейцам, как современные итальянцы относятся к древним римлянам. То есть кое-какие традиции у них были, вероятно, элементы языка у них были, но устройства все, обычаи, нравы, стереотип поведения у них уже был совершенно другой. Гумилев обобщил подвиги македонских царей. Грецию подчинил впервые македонский царь и полководец Филипп, примерно в 382-336 годах до нашей эры. В 338 году до нашей эры он при Хиронее одержал победу над греческими городами-государствами и установил личное правление, гегемонию. Фивы разрушил в 335 году до нашей эры его сын Александр Македонский. То есть за какие-то 600 лет мы видим, что на территории Греции произошла не только смена этноса, как системы, но и расцвет, и уже наступил и упадок уже второго, нового этноса. Процесс шел как будто довольно быстро. Что было на Иранском плоскогорье и в Передней Азии? Ассирия, как я уже говорил, в 612 году была разрушена и пала. Вавилон, захваченный халдеями, был самым богатым городом. Это был первый город-миллионер. Причем он отличался от современных городов с миллионным населением тем, что обходился без подвоза извне. Настолько богатая была местность, настолько было организовано хозяйство. Каждый квадратный сантиметр почвы был там обработан. Там стояли финиковые пальмы, а финики очень вкусные и очень питательные. Между ними пространство было засеяно чесноком, ужасно они чеснок любили. Где-нибудь подальше от реки Евфрата и оросительной системы были поля с ячменем. Ну, ячменные хлебцы не такие вкусные, но пиво замечательное. И вавилоняне там и пьянствовали, и веселились, и сыты были. Город был из многоэтажных домов. Там были лавки, и банки, и публичные дома, и трактиры, и даже университет. И, конечно, дворец царя, который был иноземец, чужой, но, так сказать, очень берег свой город Вавилон. Но к V веку до нашей эры Вавилона не стало, то есть он превратился в захолустье, а к I веку он вообще превратился в еврейское местечко. Да-да, в еврейское, и исчез как город. Остались только его развалины. Братцы мои, как же это произошло так быстро? Давайте посмотрим. Вавилон был завоеван, причем не пострадал при завоевании персами. Персы — это маленький народ, живший вот здесь, на берегах Персидского залива. Главную часть Персии, наиболее богатую северную часть, занимал народ — медяне. Это были люди храбрые, сильные, очень культурные и цивилизованные в смысле градостроительства. У них были города, замки, архитектура. У них очень развилась наука, потому что у них были маги. Маг — это слово медийское. Магуш
Это просто значит специалист, футуролог, как мы называем их сейчас. Они предсказывали будущее. Будущее всем интересно знать, и поэтому эта профессия очень древняя. Предсказывали, очевидно, верно, потому что они несли большую ответственность за ложные предсказания и без достаточных оснований за эту специальность не брались. Но все-таки существовали, работали. У них была письменность, грамотность. Они вместе с халдеями разгромили Ассирию. Потом они оказались жертвой персов, маленького, достаточно воинственного, но никак не культурного народа. Кир II Великий основал персидскую державу около 550 года до нашей эры. И создалась огромная страна – Персия, завоевавшая все Закавказье, всю Переднюю Азию, Египет, Киренайку и Триполитанию, область в Ливии, и Аравию, и часть Индии, и Среднюю Азию. Огромная монархия, которая управлялась небольшим народом – персами. В этой монархии было около 30 миллионов населения, а персов всего было меньше 500 000. И тем не менее, персы каким-то образом ухитрялись держать это все в подчинении, пока, опять же, Александр Македонский не напал на этих персов, 334 год до нашей эры, и за 3 года не уничтожил эту монархию. С потрясающей легкостью. Почему? Неужели восточные люди настолько слабее западных? Ближайшее столетие показало, что ничего подобного. Небольшая страна, Парфия, располагавшаяся в нашей Туркмении, в южной части, разбила одного из наследников Александра Македонского, Селевка, и отняла у него весь Иран. Селевк II Калиник, 247-226 годы до нашей эры. Эллинистический царь Сирии, правнук Селевка Никатора, полководца Александра Македонского. Это примерно такое же положение, как если бы, скажем, Туркменская ССР объявила войну Персии, Афганистану, Грузии, Армении, Турции, Палестине, Сирии и Ираку, всем вместе объявила войну и победила. Ну, в наше время это казалось бы совершенно невозможным, а тогда это совершилось. То есть здесь мы встречаем одну загадку за другой. В IV веке до нашей эры Китай объединился. Объединение это было весьма мало приятно китайцам, но шло оно в течение 400 лет, с VIII века совершенно неуклонно. Маленькие княжества воевали друг с другом и укрупнялись. С 722 года до нашей эры наступила эпоха весны и осени. Конфедерация княжеств разделилась на 124 самостоятельных государства, которые начали усердно поглощать друг друга. Причем это укрупнение шло способом, от которого мороз по коже пробегает. Если один князь брал город другого, то там убивали все население, включая женщин и грудных детей. Это называлось «вырезать город». Местность заселялась членами победившего княжества. И они размножались в этом китайском теплом климате при наличии жен неработающих с потрясающей быстротой. Так что ущерба в населении от этой резни не было. Но потом еще соседнее княжество вырезало это. Точно так же приходили другие, поселялись и размножались с потрясающей быстротой. К 403 году всего оказалось в Китае 7 соперничающих государств, которые страшно боролись друг с другом. Период Джаньго, борющиеся царства, 403-221 года до нашей эры. За что борющиеся? Да за то, чтобы не быть убитым. Вот основной стимул борьбы – войны, потому что пленных китайцы не брали. У них не было понятия плена вообще. Что это значит «сдался»? Сдался – это значит, что ты изменил, перешел к другому. Измена – это вещь страшная. Если ты не изменил, а просто не воюешь, то тебя надо убить. И такого закапывали живьем в землю. Сдаваться не имело никакого смысла. Но победило княжество Цинь, которое состояло из бывших изгнанных аристократов империи Шан и местных инородцев. Оно победило всех. Причем тут опять-таки сыграла роль не только какая-то странная, противоестественная на первый взгляд и, очевидно, естественная по существу дела смесь этносов, смесь наций. Ну и один географический момент. Дело в том, что когда китайцы жили в густом и очень высоком лесу на берегах Хуанхэ, то тогда степные ветры не могли нести песок в Китай. Они завихрялись, и песок выпадал в качестве как бы дюны, здесь, вдоль современной Великой Китайской стены. Но когда китайцы, желая увеличить доходы от земледелия, свели лес, чтобы освободить место для полей, то ветер понес песок на их поля.
И хорошего от этого было мало. Поля, переведенные песком, давали малые урожаи. И начались в Древнем Китае экономические кризисы. Воды стало не хватать, потому что этот песок в таком количестве падал в глубокие места, что засыпал мелкие ручейки. Тогда китайцы царства Цинь сделали гениальную вещь. Они ввели ирригацию. Вот здесь река Вэй течет, а в нее впадают притоки. Они перегородили их плотинами, в частности реку Цинь, сделали там водохранилища и стали из водохранилища давать воду на поля. Ирригацию ввели. Это все было очень хорошо. Сразу в царстве Цинь получилось изобилие хлеба, а при изобилии хлеба можно содержать большую армию. Большая армия одерживает победы. И так они завоевали весь Китай. Результаты из этого были следующие. Сначала скажем о плотинах. Плотины эти через некоторое время песок тоже перемывал и засыпал. Падал песок и в воду, падал он и на плотины, падал кругом. Поэтому водохранилища мелели и переставали быть пригодными для ирригации. Приходилось идти вверх по течению реки и ставить плотину за плотиной для того, чтобы собрать нужное количество воды. А ветер все дул да дул, песок все нес и нес. Борьба китайцев со степным ветром продолжалась до 17 века нашей эры. У нас уже смутное время, конец XVI – начало XVII веков прошло, и про Ивана Грозного уже начали забывать, и Жанну д'Арк во Франции сожгли в 1431 году, а китайцы все воевали со степным ветром. Америку открыл Колумб в 1492 году, а китайцы все воевали со степным ветром. Испания пала, гибель непобедимой армады в 1588 году, а китайцы все воевали со степным ветром. И все. В 17 веке плюнули и бросили. Оказалось, что степной ветер их победил. И плотины эти сейчас стоят как памятники, потому что их и сейчас восстановить при современной технике невозможно. А объединение Китая дало еще более радикальную болезнь. Цинь Шихуан, император империи Цинь, царь сначала империи Цинь, объявивший с 221 года до нашей эры себя императором всего Китая, противник конфуцианства. Он решил, что побежденные им китайцы, завоеванные с большим трудом, потому что они страшно сопротивлялись, должны отработать то благо, которое он им принес, завоевав их и объединив. Для этого они должны работать. А чтобы они не отвлекались, было запрещено чтение всякого рода философских, поэтических, литературных произведений, категорически. И всякие книги, которые были у китайцев, были сожжены и уничтожены. Осталось только 3 разряда книг. По агрономии, по метеорологии, дождь вызывать надо, каждому надо, это каждый понимает, и по гаданиям. Гадать-то тоже надо уметь. Друзья мои, кто из вас откажется погадать у опытного гадальщика? Ну и Цинь Шихуан понимал, что это нормальные потребности его народа, а все прочее было категорически запрещено. А люди, понимаете, работают, да иногда им почитать охота, попеть песни, поплясать. Все это запрещалось. Если ловили, то читателей книг казнили, рубили голову, а писателей книг закапывали живьем в землю. Чтобы люди, которые работают на своих полях, посеют урожай, соберут, и у них время свободное есть, так, чтобы они не валандались без дела. Цинь Шихуан построил Великую Китайскую стену. Это около 214 года до нашей эры, чтобы отделить Китай от набегов хунте. Пользы от этой стены никакой не было, потому что защищать стену, простиравшуюся от Ляодуна до Тибета, с востока Китая на запад, это было совершенно невозможно. Там нельзя было даже и гарнизоны расставить, потому что нужно было занять слишком много людей, а смысла никакого. Потому что если, скажем, где-нибудь в этом месте стоит гарнизон в 10 воинов, а придет 1000 хуннов, так эти 10 воинов ничего с ним не сделают. А если будешь звать помощь со всех сторон, то пока соберется опять 1000, хунны уже прорвутся, перебьют эти десятки и уйдут из страны. То есть предприятие было абсолютно бессмысленное, но тем не менее проведено. В армии была введена совершенно жестокая железная дисциплина. Приказ должен быть выполнен. И если он не выполнен, то несет ответственность не только командир части, но и все солдаты данной части, коллективная ответственность. Население Китая в результате этого уменьшилось на 2/3. Кончилось дело тем, что когда Цинь Шихуан умер, а его старшего сына, довольно талантливого и способного наследника, интригами принудили к самоубийству,
Хитрая интрига была, не будем отвлекаться. Евнухи захватили власть. А евнухи, это надо сказать, очень ценились в те времена, потому что они сидели и вели всю эту дворцовую бухгалтерию и переписку. А кто же, говорили древние люди, на это согласится? Каждый пойдет по бабам. А евнух никуда не пойдет, ему деваться некуда. Он сидит и пишет. И когда евнухи захватили власть, то произошел эпизод, который повлек крушение величайшей империи того времени. Какой же эпизод? Одна воинская часть получила назначение передислоцироваться, перейти на другие позиции и занять там местность. И пока они шли, а идти было далеко, пошли дожди, и реки разлились. И они не поспели к сроку, то есть они все должны были быть убиты, казнены за нарушение приказа. А объективные причины во внимание не принимались. Тогда они сказали: «Погибать так с музыкой!» И подняли восстание. Ну, конечно, их всех перебили, но пока их перебивали, то целый ряд других воинских частей, отдельных уцелевших деревень, какие-то жуны, которые сидели в своих горах, не будучи зарезанными еще китайцами, какие-то кяны, которые пришли из Тибета на яках, все подняли восстание против Цинь-Шихуана, то есть против режима Цинь-Шихуана, самого-то его уже не было. А пинские войска, одерживавшие только что грандиозные победы, вдруг потеряли всякую способность к сопротивлению, стали сдаваться. Причем их тоже закапывали живьем в землю, но они сдавались. В общем, империя рухнула, и началась борьба за власть между разными атаманами вот в этих повстанческих соединениях. Победил тот, который, будучи простым крестьянином, имел хорошую голову. Любан его звали. Он жил с 247 до 195 года до нашей эры. Он пригласил к себе 3 интеллигентов. Одного военспеца, другого политика, третьего философа. И предложил им составить политическую программу и обнародовал ее. А программа была крайне простая. Упразднялись все законы, кроме 3. Полагалась смертная казнь за кражу. Для крестьян кража — это вещь совершенно противоестественная. Убийство и государственную измену. Все остальное было можно. И объявлялось, что будут теперь платить очень маленький налог. Еще государство брало на себя монополию внешней торговли. И все население Китая, с которым раньше не разговаривали, а кричали: «Чего? Иди! Давай-давай!» вдруг увидело, что с ним разговаривают по-хорошему. Они перебежали к Любану и поддержали его. И он стал основателем династии Хань, которая была самым крупным явлением в Древнем Китае. И продержалась она до 3 века нашей эры, то есть почти 600 лет. А что же в это время, в IV веке, было в Риме? А здесь большое количество латинских племен, которые так же, как ахейцы в Пелопоннес около 1000 года до нашей эры, проникли около 900-800 годов до нашей эры отсюда с севера в Италию и заселили ее. Жили вперемешку с местными племенами. Ну там латины, сомниты, галлы — это были арийцы, пришедшие около 2000 года до нашей эры из Центральной Европы. Насчет этрусков дело не ясно, но были еще лигуры, венеды, умбры — это были доарийские племена. Но это не имело для них никакого реального значения. Потому что если подружиться, поторговать или поухаживать за какой-нибудь девицей из соседнего племени, это они великолепно делали, не считаясь тем, кто ариец, кто не ариец. И здесь начался тоже, почему-то именно в 8 веке, понимаете, здесь в 8 веке этруски, здесь в 8 веке римляне, здесь в 8 веке сабины, процесс какого-то укрупнения. Сначала этруски, народ очень странный, до сих пор никто не знает, кто такие этруски. И хотя надписи их есть, расшифровать их никто не умеет. Они взяли власть в свои руки над почти всей Средней Италией. Затем против них выступило население города Рима. Рим — это был очень маленький городок. В нем было всего-навсего несколько домов и стена. Построили его, по легенде, около 753 года до нашей эры 2 разбойника — Ромул и Рем. Считалось, что они — дети царя, воспитанные волчицей. Волчица, она, сами понимаете, хотя и любила их до самой смерти, но точных данных об их происхождении дать не могла. Во всяком случае, тут можно считать достоверным лишь то, что это была кучка разноплеменных, совершенно разных разноязычных людей, объединившихся в одной судьбе, в подчинении вождю своих разбойников Ромулу.
Он на берегу желтой реки Тибр и грязной маленькой речки, в нее впадавшей, Клоаки, откуда и название идет, построил город Рим. И обнес его стеной, и сказал, что никто, ни один живой человек не перейдет эту стену. Рэм сказал: «Подумаешь, стена», разбежался и перепрыгнул ее. Ромул сказал: «Будет, по-моему», и убил своего брата. С этого началось образование такой, казалось бы, ниоткуда взявшейся народности. Эти самые 500 бандитов, которые собрались вокруг Ромула, тут число чисто условное, они оказались, поскольку они были бандиты, без женщин. И им было ужасно скучно, потому что, естественно, почему? И поэтому они пошли в гости к соседнему племени Сабинов и украли там тех девиц, которые согласились с ними потанцевать. Но когда Сабины побежали отбивать своих девиц, то девицы все категорически отказались вернуться и сказали: «Мы вышли замуж и очень довольны». После чего Сабины и римляне объединились в одну целостность около 400 года до нашей эры, то есть пошел какой-то снежный ком наворачиваться. После чего началась длинная война римлян с этрусками, кончившаяся в пользу Рима. Сначала этруски побеждали, потом римляне. И римляне уже к 4 году до нашей эры подчинили уже Среднюю Италию. Больше всего оказали им сопротивление около 326-286 годов до нашей эры наиболее родственные им самниты, жившие в горах Апеннин. И вот тут оставшееся время потратим на то, чтобы посмотреть, а как же создался этот Populus Romanus, римский народ. Оказывается, он создался очень простым способом. У римских основателей города, отцов и их сабинских жен, было много детей. Эти дети получили название патриции, и они составляли наиболее боевую часть, которая ходила в походы с тем, чтобы подчинить себе и завоевать окрестные деревни и окрестные племена – латинов, сомнитов, умбров и других. Причем при завоевании они, брали у людей третью часть земли. 2/3 оставляли побежденным, обязывали их еще платить кое-какую аренду и таким образом жили и существовали. А побежденные считались подчиненными городу Риму. Когда патриции захватили довольно большое количество земли с населением, то население сказало: как вы хорошо устроились, живете, не работаете, получаете аренду, вообще говоря, на всех поплевываете, рабов имеете, рабынь. А мы что?» Патриции на это им ответили: «А вы, собственно говоря, на что претендуете? Мы воевали, кровь проливали, боролись, а вы? Сидели дома, ели курку с маслом. И вы хотите получить долю добычи, ради которой вы ничем не рисковали? Нет, номер не пройдет». «Как?» — сказали подчиненные, плебеи они назывались. «Вот ты говоришь, не пройдет номер, сект Луций. Пройдет. Нас-то в 5 раз больше. Как навалимся на вас, что от вас останется? И куда вы денетесь? Мы в одном государстве. Это не война государства с государством, и объединиться мы вам не дадим. А если вы, вообще говоря, не хотите с нами делиться властью, правом на управление, правом на имущество, мы от вас отделимся. Что вы без нас будете делать?» И ушли на соседнюю гору, и поставили свой там город. Патриции видят дело плохо. Послали парламентеров, стали умолять: «Вернитесь, давайте договоримся». И представьте себе, договорились. И те вернулись. В истории известно 5 таких угроз плебеев покинуть Рим. Договорились, что Рим будет состоять из 3 сортов римских граждан. Самый старший — это сенаторы, который будет состоять из богатых патрициев и наиболее важных, талантливых, толковых, заслуженных плебеев. Их пустили в сенат. До этого лишь патриции могли быть сенаторами, то есть входить в группу 100 должностных лиц, пожизненно правивших Римом и имевших привилегии. Кроме того, все остальные будут обязаны нести военную службу согласно своему имению имущества. Кто может явиться с лошадью, тот называется всадник. А лошади были только у плебеев, потому что, когда патриции воевали, плебеи, вообще говоря, воспитывали скот и наживали имущество. А кто не может явиться, тот пускай является просто в доспехе, с мечом, в шлеме, в поножах, металлические щитки для защиты ног, в латах и служит в пехоте. Таким образом, оказалось, что сенаторы — смешанные патриции и плебеи. Всадники почти все сплошь плебеи, а римский народ, основная масса, это опять же смешанные патриции и плебеи, бедные, у которых не хватало денег на лошадь. Она по тем временам дорого стоила. И кроме того, бедных-то ведь можно обижать.
поэтому их разделили на 3 подразделения, которые назывались трибы. У нас это сейчас переводится как племя, довольно неточно. Трибы. Латинское «трибус» от «трибуо» – «делю», «разделяю». Племена в Древнем Риме. Древнейшее население Рима условно состояло из 3 триб – рамнов, латинин, тициев, сабинян и луцеров, этрусков. Первоначально в каждую трибу входило 100, затем 300 родов. Эти 3 трибы составляли общность римский народ. Представителями в Сенате с 494 года до нашей эры этих триб были трибуны, которые пользовались правом неприкосновенности. Они могли быть только плебеями, могли любое постановление Сената отменить, потому что у них было право вето. Латинское «вето» — «запрещаю». То есть они имели колоссальную власть. И в каждом регионе, в который направляли против кого-нибудь войска, обязательно присутствовал военный трибун, который представлял там, так сказать, интересы масс. Но масса эта состояла из таких же головорезов и живодеров, как сенат и всадничество. И только и желала как бы разбогатеть за счет соседей. И поэтому они подчинили себе лациум, равнина вблизи Рима, и единокровных, и единоверных, единоязычных латинов, живших в Лации, и приняли их в свою Римскую республику. Res publicus – дело общее. Это буквальный перевод, хотя не очень точный. Приняли в Римскую республику латинов на правах союзников, то есть они не имели права не выставлять сенаторов, не имели права требовать скорого суда. Но, в общем-то, кое-какие права они имели, урезанные. А тех, кого они побеждали и покоряли, как чужих, они уже называли провинциалы. Во время республики римским гражданином, который имел право выбирать и служить в армии, мог быть только тот, кто родился в Риме, и только от римских граждан. Союзники, латины, тоже имели некоторые преимущества римского гражданства. Они могли служить в армии. Лев Гумилев. Биография научной теории или автонекролог. Статья была опубликована в журнале «Знамя» в 1988 году. Проблемы жанра. Как известно, научные теории создает тот или иной человек. Кибернетики придумали даже для этого название «черный ящик». В этот ящик вводится хаотическая информация, а потом из него выходит стройная версия, называемая в зависимости от ее убедительности гипотезой, концепцией или теорией. Автору посчастливилось добраться до 3-й фазы совершенства, выше которой лежит только истина, то есть суждение заведомо неопровержимое и не нуждающееся в дополнениях. К счастью, истины встречаются только в спекулятивной, умопостигаемой науке, математике, которая оперирует не явлениями природы, а числами, созданиями нашего мозга. В природоведении же, как и в истории, мы находим только феномены, явления отнюдь не рациональные, но требующие понимания еще в большей степени, нежели извлечение квадратного корня из шестизначного числа. Поясняю парадокс. Автор за 75 лет своей жизни работал и в геологии, и в археологии, и в географии. Но во всех этих науках встречал только феномен, явление, которое можно описать словами, а измерить либо простыми цифрами, либо понятиями «больше-меньше», «дальше-ближе», «древнее-новее». К этому естественно-научному подходу автор привык настолько, что даже историю, казалось бы, вполне гуманитарную науку, он стал изучать, руководствуясь натуралистскими принципами. За это он имел много неприятностей и обид, но теория этногенеза была создана и даже приписана академику Бромлею, цитировавшему положение автора без отсылочных сносок. Поскольку нет и не может быть научной идеи без персоны автора, ибо для мысли нужна голова, а она у человека всегда одна, то очевидно, что у каждого ученого, как человека, есть личная жизнь. Школьные годы, тяжелые экспедиции, семейные осложнения, служебные неприятности, да и болезни.
Но вместе с этим у него есть бескорыстный интерес к предмету исследования, частным сюжетам и эмпирическим обобщениям. Желание понять три вещи — как, что и что к чему — представляется ему самоцелью. Если же он и товарищ занимается научной работой не для радости познавания, то ему незачем тратить силы на изучение своего предмета. Пусть становится директором института. Это пойдет на пользу и ему, и науке. Но, коль скоро так, то личная биография автора никак не отражает его интеллектуальной жизни. Первую биографию мы все пишем для отдела кадров, а последнюю, некролог, обычно пишут знакомые или просто сослуживцы. Как правило, они выполняют эту работу халтурно, а жаль, ибо она куда ценнее жизнеописания, в котором львиная доля уделена житейским дрязгам, а не глубинным творческим процессам. Но можно ли судить за это биографов? Они и рады были бы проникнуть в тайны мастерства, да не умеют. Тайну может раскрыть только сам автор. Но тогда это будет уже не автобиография, а автонекролог, очерк создания и развития научной идеи, той нити Ариадны, с помощью которой иногда удается выбраться из лабиринта несообразностей и создать непротиворечивую версию, называемую научной теорией. Жизнь и мысль. Детские годы всегда заняты освоением многоцветного, разнообразного мира, в котором важно и интересно все — природа, люди и, главное, язык, изучение коего — условия, без которого нельзя. Только с 6-7 лет человек может начать выбирать интересное и отталкивать скучное. Интересным для автора оказались история и география, но не математика и изучение языков. Почему это было так, сказать трудно, да и не нужно, ибо это относится к психофизиологии и генетической памяти, а речь идет не о них. Школьные годы — это жестокое испытание. В школе учат разным предметам. Многие из них не вызывают никакого интереса, но, тем не менее, необходимы, ибо без широкого восприятия мира развитие ума и чувства невозможно. Если дети не выучили физику, то потом они не поймут, что такое энергия и энтропия. Без зоологии и ботаники они пойдут завоевывать природу, а это самый мучительный способ видового самоубийства. Без знания языков и литературы теряются связи с окружающим миром людей, а без истории — с наследием прошлого. Но в 20-х годах история была изъята из школьных программ, а география сведена до минимума. То и другое на пользу делу не пошло. К счастью, тогда в маленьком городке Бежецке была библиотека, полная сочинений Майнрида, Купера, Жюля Верна, Уэллса, Джека Лондона и многих других увлекательных авторов, дающих обильную информацию, усваиваемую без труда, но с удовольствием. Там были хроники Шекспира, исторические романы Дюма, Конан Дойла, Вальтера Скотта, Стивенсона. Чтение накапливало первичный фактический материал и будило мысль. А мысль начала предъявлять жестокие требования. Зачем Александр Македонский пошел на Индию? Почему пунические войны сделали Рим вечным городом? А коль скоро так, то из-за чего готы и вандалы легко его разрушили? В школе тогда ничего не говорили ни о крестовых походах, ни о Столетней войне между Францией и Англией, ни о реформации и 30-летней войне, опустошившей Германию. А об открытии Америки и колониальных захватах можно было узнать только из беллетристики, так как не все учителя сами об этом имели представление. Проще всего было не заниматься такими вопросами. Так и поступало большинство моих сверстников. Можно было кататься на лыжах, плавать в уютной реке Малоге и ходить в кино. Это поощрялось, а излишний интерес к истории вызывал насмешки. Но было нечто более сильное, чем провинциальная очарованность. Это нечто находилось в старых учебниках, где события были изложены систематически, что позволяло их запоминать и сопоставлять. Тогда всемирная история и глобальная география превращались из калейдоскопа занятных новелл в стройную картину окружающего нас мира.
Это дало уму некоторое удовлетворение. Однако оно было неполным. В начале XX века гимназическая история ограничивалась Древним Востоком, античной и средневековой Европой и Россией, причем изложение сводилось к перечислению событий в хронологической последовательности. Китай, Индия, Африка, доколумбовская Америка и, главное, великая степь Евразийского континента были тогда терра инкогнита. Они требовали изучения. И тут на выручку пришел дух эпохи. В 30-е годы начались экспедиции, куда охотно нанимали молодежь. Автору открылись Гальцы и тайга Хамар-Дабана над простором Байкала, ущелья Павахшу и таджикские кишлаки, где люди говорили на языке фердууси, а также палеолитические пещеры Крыма, степи вокруг хазарского города Саркела и, наконец, таймырская тундра. Книжные образы перестали быть теневыми контурами. Они обрели формы и краски. Тогда на историческом факультете университета еще требовалось знание всеобщей истории. К сожалению, после войны всеобщая история в объеме крайне сократилась, а ее место заняла узкая специализация. Но в те годы можно было представить себе стереоскопический облик планеты, углубившись по шкале времени на 5000 лет. История Средней Азии и Китая излагалась на факультативных курсах. Только по кочевому миру еще не было специалистов. Пришлось заняться этим самому. И тут оказалось, что любимые друзья детства — сиу, семинолы, навахи, команчи и пауни, аналог наших хунов, тюрок, уйгуров и монголов. Степные народы Евразии защищали свою страну от многочисленных, безжалостных китайцев, так же, как индейцы сопротивлялись вторжению скваторов и трапперов, поддержанных правительственными войсками США. Так была поставлена первая научная проблема — каково соотношение двух разных культурных целостностей? Эта проблема получила решение в степной трилогии «Хунны, тюрки, монголы», опубликованной много лет спустя. Не только ландшафты, но и люди привлекали внимание автора. На великих сибирских стройках ему удалось познакомиться с представителями разных народов, общаться с ними и понять многое, ранее ему недоступное. Благодаря знанию таджикского языка автор подружился с персом, таджиками и даже с ученым эфталитом, памирцем, получившим двойное образование. Он прошел обучение у исмаилитского пира, старца, а потом курс в Сталинабадском педагогическом институте. Эти беседы позволили автору найти путь к решению эфталитской проблемы, отличающемуся от прежних гипотез радикально. Общение с казахами, татарами, узбеками показало, что дружить с этими народами просто. Надо лишь быть с ними искренне доброжелательными и уважать своеобразие их обычаев, ведь сами они свой стиль поведения никому не навязывали. Однако любая попытка обмануть их доверие вела бы к разрыву. Они ощущали хитрость как бы чутьем. Китайцы требовали безусловного уважения своей культуры, но за интерес к ней платили доброжелательностью. При этом они были так убеждены в своей правоте и своем интеллектуальном превосходстве, что не принимали спора даже на научную тему. Этим они были похожи на немцев и англичан. Грузинский еврей, раввин и математик, объяснил мне философский смысл каббалы, открытый для иноверцев. А буддийский лама, кореец, рассказал о гималайских старцах увлекательную легенду, из которых тоже затем вылупилась научная статья. Описанный способ изучения этнографии отнюдь не традиционен, но подсказан жизнью, точнее, биографией автора, не имевшего многих возможностей, которые есть у научных сотрудников Академии наук. Так и пришлось автору стать не научным работником, а ученым. Конечно, работа в научном институте имеет свои преимущества в легкости организации экспедиций и публикаций. Но зато там есть некоторые ограничения, например, обязательная узкая специализация, неизбежно сужающая поле зрения исследователя. Здесь же подбор информации определялся случайностью,
но восполнялся широтой наблюдений, позволявшей использовать сравнительный метод. Кроме того, информаторы автора были люди весьма образованные, каждый в своей культуре, вследствие чего их рассказы были более содержательны и полноценны. С ними можно было свободно беседовать по-русски. Специальные термины они умели истолковать, а не просто перевести. Ведь часто при буквальном переводе теряются нюансы смысла и возникают неточности весьма досадные. Поэтому смело можно утверждать, что подготовка автора была иной, чем тривиальная, но не хуже ее. Именно она позволила поставить вопросы, о которых пойдет речь ниже. Неудовлетворенность. Решение одной, даже очень сложной задачи бывает иногда отрадно, но всегда бесперспективно. Полных аналогий в истории не бывает, поэтому новую задачу надо решать заново. Да и в уже проделанном исследовании достаточно сменить угол зрения, аспект, или добавить новый материал, или изменить степень приближения, взять вместо очков микроскоп, чтобы потребовались новые усилия, сулящие столь же неполные результаты. Таков лимит традиционной методики. Кроме того, желательно обезопасить свой труд от обывательского представления, будто в любой борьбе одни хорошие, а другие плохие, и задача ученого — угодить читателю, объяснив ему, кто каков. Или, что тоже, кто прогрессивен, а кто отстал и, следовательно, не заслуживает сочувствия. Вот наглядный пример. В 1945 году, после взятия Берлина, я встретился и разговорился с немецким физиком моего возраста. Он считал, что славяне захватили исконно немецкую землю, на что я возразил, что здесь древняя славянская земля. А Бранденбург — это бранный бор лютичей, завоеванных немцами. Будь он начитаннее, он бы упомянул, что лютичи в V веке вытеснили с берегов Эльбы германских ругов. Но разве в этом суть? Все народы когда-то откуда-то пришли, кто-то кого-то победил. Таков диалектический закон отрицания, примешивать к коему личные симпатии и антипатии неправомерно. Постоянная изменчивость во времени и пространстве — закономерность природы. Следовательно, ее нужно изучать, как мы изучаем циклоническую деятельность или землетрясение, независимо от того, нравятся они нам или нет. В естественных науках оценки неуместны, а классификация необходима. Так зоологи зачисляют в один класс наземных морских киты и воздушных летучие мыши животных как млекопитающих, ибо всех их сближает один, но правильно избранный признак. Такой систематизации поддаются и народности, этносы, принадлежащие к одному виду, но похожие друг на друга более или менее. Именно эти степени несхожести оказались крайне важными для этнической диагностики. Немцы не французы, но ближе к ним, чем к казахам или монголам. Хунны перемешивались с сибирскими и волжскими уграми, но не с китайцами. Причем и тут язык значения не имел. Разговорную речь для базара выучить легко. Иными словами, отдельные этносы не изолированы друг от друга, но образуют как бы этнические галактики, в которых общение даже для отдельных особей гораздо легче, нежели с обитателями соседней галактики или иной суперэтнической целостности. В этом случае люди желают жить в мире, но порознь. Это наблюдение имело в условиях тесного этнического контакта важное практическое значение. Оказалось, что недостаточно самому не замечать этнических различий, но надо, чтобы и партнер не замечал их. А этого, как правило, не бывает, несмотря на то, что люди одинаково одеты, питаются в тех же столовых и спят в одинаковых жилищах. А в таких условиях только добрые отношения между соседями обеспечивают необходимое для жизни благополучие. Но было ли так всегда и везде? В 1938-1939 годах автор, имея много незанятого времени, стал продумывать исторические процессы разных государств и больших культурных целостностей.
Например, античность, включающую Элладу и Римскую империю, Византию вместе с окружающими христианскими народами, грузинами, армянами, болгарами, сербами, но без Руси, представлявшей самостоятельную целостность. Мусульманский мир, где общность была культурной, а не религиозной, и христианский мир — средневековый термин для романа германской целостности Западной Европы. Китай, Япония и Индия были оставлены на потом, чтобы вернуться к ним тогда, когда характер развития, точнее становления, будет описан. Так на месте микроскопа был установлен телескоп, а объектом наблюдения вместо молекул стали галактики. Аналогичный подход, правда, с другими критериями, применил Тойнби в своем капитальном труде «Изучение истории», но тогда я о его работе еще не слышал. Так или иначе, мы пришли к близким обобщениям независимо друг от друга, хотя объяснения наблюдаемых явлений у нас диаметрально противоположны. Оказалось, что если мерить интенсивность исторических процессов кучностью событий, то сначала наблюдается резкий взлет около 300 лет, затем чередование подъемов и депрессий, тоже лет 300, потом ослабление жизнедеятельности, ведущее к успокоению, которое Тойнби назвал брейкдаун, распад, и, наконец, медленный упадок, прерываемый новым взлетом. И сколько бы это наблюдение ни проверялось, так было везде на длинных отрезках времени. И тут встает вопрос: почему? На что это явление похоже? На движение шарика, который, получив внезапный толчок, катится, сначала набирая скорость, а потом теряя ее от сопротивления среды. На взболтанную жидкость, где волнение постепенно стихает. На струну, после щипка колеблющуюся и останавливающуюся. И права была китайская царевна из династии Чен, плененная и выданная за тюркского хана в VI веке, когда написала мудрые и трогательные стихи. Перевод мой. «Предшествуют слава и почесть беде, ведь мир и законы — трава на воде. Во времени блеска и величия умрут, сравняются, сгладившись, башня и пруд. Пусть ныне богатство и роскошь у нас, недолг всегда безмятежности час. Не век опьяняет нас чаша вина, звенит и смолкает на лютне струна». Не странно ли, что китаянка VI века мыслила категориями диалектики, а европейские филистеры XX века признают только линейную эволюцию, которую они называют прогрессом и считают нарастающей по ходу времени? Конечно, не следует отрицать прогресс в социальном развитии человечества. Но ведь люди, принадлежащие к любой формации, остаются организмами, входящими в биосферу планеты Земля, телами, подверженными гравитации, земному притяжению, электромагнитным полям и термодинамике. Итак, наша задача весьма упростилась. Нам надо найти ту форму движения материи, в которой наряду с социальной и независимо от нее живут люди уже больше 50 тысяч лет, и которая, будучи природной, является формой существования вида Homo sapiens. Этнос. Не каждое обобщение плодотворно для науки. Так общеизвестно понятие «человечество», что, по сути дела, означает противопоставление вида Homo sapiens всем прочим животным. Однако при этом упускаются из вида вариации в главном — соотношении людей с окружающей средой. Есть люди-хищники, охотники, есть ихтиофаги, рыболовы, есть пожиратели растений, а бывают и каннибалы. Некоторые скотоводы приручают животных и живут с ними в симбиозе. Другие возделывают растения, третьи обрабатывают металлы. Короче, у человеческих коллективов есть жесткая связь с кормящим ландшафтом. Это и есть родина. Но к использованию ресурсов ландшафта надо приспособиться, а для этого требуется время и немалое. Адаптация идет поколениями.
Не внуки, а правнуки первых пришельцев в новую страну с непривычными для прадедов природными условиями усваивают набор традиций, необходимых для благополучного существования. Тогда Родина превращается в Отечество. Так было даже в Палеолите. Но это еще не все. Не только подражание предкам формирует склад человеческого коллектива. В нем всегда есть люди творческие, генерирующие мифы или научные идеи, рапсодии и музыкальные напевы, фрески, пусть даже в пещерах, узоры на женских платьях, ритуальные пляски и портреты. Изобретатели и художники никогда не бывают героями, ведущими толпу. Они обычно так поглощены своим делом, что у них не остается сил на общественную деятельность, которая тоже является достоянием профессионалов. Более того, мыслители и поэты воспринимаются современниками как чудаки. Однако их вклад в жизнь коллектива не пропадает бесследно, а придает ему специфический облик, отличающий его от соседних племен, где есть свои чудаки. Сочетание этих трех координат образует этнос, характеризующийся оригинальным стереотипом поведения и неповторимой внутренней структурой. Именно способность к неоднократной адаптации в самых разнообразных ландшафтах и климатах, повышенная пластичность позволили человечеству как виду распространиться по всей поверхности Земли, за исключением Антарктиды, где жить можно только за счет подвоза пищи. Не только в палеолите, но и в историческом периоде этнос — форма вида Homo sapiens. Поэтому обобщение всех особей этого вида в понятие антропосфера, хотя и логически возможно, но не плодотворно. Антропосфера мозаична, и правильнее называть ее этносферой. Очень может быть, что другие крупные млекопитающие тоже делятся на стаи или стада, но мы обычно пренебрегаем такими психологическими нюансами, как не имеющими практического значения. Однако в отношении людей это недопустимо. Ошибка вывода будет за пределами законного допуска. Дело в том, что отличительной чертой этноса является деление мира надвое. Мы и не мы, или все остальные. Эллины и варвары, иудеи и необрезанные, люди срединного государства — китайцы, и дикари. На севере — ху, на юге — мань. Когда в историческое время возникали новые этносы, то те, кого мы называем византийцы, условный этноним, сами себя называли христианами, противопоставляя себя язычникам. А когда Мухаммед в 623 году создал свою общину, то ее члены стали называть себя мусульмане и распространили это название на всех к ним примкнувших — ансары. Слово же «арабы» в VII веке никто не знал. Оно появилось в современном значении позднее для обозначения определенной части мусульман. До Мухаммеда жители Аравийского полуострова носили свои племенные названия и противопоставляли себя друг другу. Такое словоупотребление было практически необходимо. Этносы иногда дружат, иногда враждуют. Этноним помогал отличать друзей от врагов. Но самое интересное, что ни один этнос не вечен. Древние шумеры, хетты, филистимляне, дарданы, этруски и венеты уступили свое место парфянам, эллинам, латинам и римлянам, которые выделились из латинов и других италиков. Но и этих сменили итальянцы, испанцы, французы, греки, турки, таджики, узбеки и казахи. Полного вымирания заведомо не было. Антропологи находят шумерийский тип на Ближнем Востоке, хотя его носители даже не слышали слова «шумер». Филистимляне были уничтожены евреями, но оставили название страны Палестина. Потомков древних эллинов и римлян нет, но их искусство, литература и наука оплодотворяют умы людей поныне. Генетическая память пронзает столетия, всплывает в сознании в виде образов, порождающих эмоции. Пример чему — стихи Николая Гумилёва. И тут я проснулся и вскрикнул. Что если страна эта истинно родина мне? Не здесь ли любил я? И умер не здесь ли?
в зеленой и солнечной этой стране. И понял, что я заблудился навеки в пустых переходах пространств и времен, а где-то струятся родимые реки, к которым мне путь навсегда запрещен. Новая наука. Смутные воспоминания о непережитых событиях возникают у людей с тонкой нервной организацией довольно часто. Бывало такое и в древности. Для объяснения этого феномена была изобретена теория переселения душ, распространенная в Китае, Индии и у древних кельтов. Практичные римляне не придавали сумеречным эмоциям значения, они попросту игнорировали их. У них была концепция мрачного орка, обиталища мертвых. Поскольку западноевропейская наука унаследовала строй римской мысли, то теория линейной эволюции стала ее основой. Византийская диалектика была отброшена как суеверие, мешающее прогрессу. Во главу угла было поставлено сознание, а ведь генетическая память лежит в сфере ощущений и, следовательно, выпадает из науки. Но диалектика победила. Генетическая память, иногда выплывающая из глубин подсознания и вызывающая неясные образы, получила научное обоснование. Тимофеев-Рисовский называл это явление аварийным геном. Пусть этот ген выскакивает наружу крайне редко и не по заказу, но он переносит фрагменты информации, объединяющие человечество, которые в каждую отдельную эпоху и даже за 50 тысяч лет известной нам истории представляется как мозаика этносов. Именно наличие генетической памяти объединяет антропосферу. В противном случае человечество распалось бы на несколько видов, и восторжествовала бы расовая теория. Как найти выход? Исчезновение этносов — факт столь же достоверный, как и факт их возникновения, но вымирание, депопуляция, случай крайне редки. Обычно происходит рекомбинация элементов, как в колоде карт при перемешивании. Можно разложить карты по мастям или по значениям, от туза до шестерки, или еще как-нибудь, но определяющим будет характер их сочетания, ибо именно сочетание создает системную целостность, столь же реальную, как и сами элементы — люди, семьи, роды, постоянно взаимодействующие друг с другом. Однако люди обитают на планете с крайне разнообразными географическими и климатическими условиями, ландшафтами. Очевидно, ландшафты тоже входят в повседневную жизнь этносов как элементы. Леса, степи, горы, речные долины кормят не только животных, приспособившихся к ним, но и людей, какое бы хозяйство они ни вели. Тут физическая география смыкается с историей, ибо изменения ландшафтов столь же закономерны, сколь и старение этносов. В эпоху ледникового периода, 12-20 тысяч лет назад, Сибирь, примыкавшая к закраине ледника, была цветущей степью, над которой сияло вечно голубое небо, никогда не закрывавшееся тучами. Но ледник стаял. Циклоны понесли массы влаги через Сибирь, Северную Россию и Скандинавию. На месте степи выросла тайга, а травоядные животные отошли на юг, где еще сохранялись сухие степи. За ними ушли хищники и большая часть людей, а оставшиеся ютились по берегам великих рек, питаясь рыбой и водоплавающей птицей. Лишь много веков спустя предки эвенков вернулись на север, так как сумели приручить северного оленя, приспособившегося к суровым условиям тайги. Их жизнь — это симбиоз человека и оленя. Подобные изменения природной среды, хотя меньшего масштаба, происходят и в наше время. Увлажненность отдельных зон меняется раза 2-3 в тысячелетие. Так можно ли выпускать это из поля зрения? Если же принять ее во внимание, то наука, решающая описанную проблему, будет не просто историей, этнографией или археологией, а синтезом этих наук с географией. В отличие от географического детерминизма Монтескье и географического нигилизма Тойнби, здесь решающим моментом является динамика ландшафтов.
Как писали Маркс и Энгельс, история природы и история людей взаимно обуславливают друг друга. Отмеченные сочетания истории, науки о событиях в их связи и последовательности, и археологии, науки о памятниках, с палеогеографией, наукой об изменениях поверхности Земли, требуют новых подходов и способов исследования. По сути дела, это уже не этнография, описание особенностей быта и культуры, а естественная наука о происхождении и сменах этнических целостностей, комбинациях элементов в разнообразном пространстве и необратимом времени. Для новой науки требуется и новое название, и самым удачным будет термин «этнология». Термин, хотя и употреблявшийся неоднократно, но без точного определения и смыслового наполнения, так как в прошлые века для постановки и решения этой проблемы не было подходящего инструмента. Но в середине XX века был открыт системный подход, оцененный советскими философами и теоретиками науки как достижение настолько перспективное, что оно достойно названия великого. Принцип его прост, и студенты осваивают его легко. Системный подход. Категория «этнос» была известна всегда, но понять ее удалось только в XX веке. Раньше предполагалось, что этнос объединен сходством его членов, например, общим языком, общей религией, единой властью. Однако действительность опровергла эти домыслы. Французы — этнос, но говорят на 4 языках — французском, провансальском, бретонском и гасконском. А спасительница Франции Жанна д'Арк произносила свою фамилию с немецким акцентом «Тарк». Есть французы-католики, гугеноты, атеисты, но теперь это им не мешает. А те французы, которые уехали в Канаду в XVII веке, этнической принадлежности не потеряли и англичанами не стали. Применение понятия «сходства» ведет к абсурду. Несходны мужчины и женщины, старики и дети, ремесленники и крестьяне, гении и тупицы, но этнической стройности это не нарушает. Очевидно, дело в чем-то другом. В 1937 году биолог фон Берталанфи на философском семинаре в Чикаго, пытаясь сформулировать понятие «вид», предложил рассматривать его как комплекс элементов, находящихся во взаимодействии, и назвал системой открытого типа. Его тогда никто не понял и не поддержал. Бедный ученый сложил бумаги в ящик стола, отправился на войну, к счастью, уцелел и, возвратившись, застал совсем иной интеллектуальный климат — интерес к моделированию и кибернетике. Системный подход стал известен советским ученым с 1969 года благодаря философам Юдину и Садовскому и биологу Малиновскому, и ныне применяется во многих областях науки. Системный подход позволяет дать строгое определение понятию этноса. Попробуем объяснить наглядно. Но для этого надо учесть еще один фактор — комплементарность, либо положительную симпатию, либо отрицательную антипатию. Общеизвестный пример системы — семья, живущая в одном доме. Элементы ее — муж, жена, теща, сын, дочь, дом, сарай, колодец, кошка. Пока люди любят друг друга, система устойчива. Если они ненавидят друг друга, как в романах Агаты Кристи, система тоже держится, пусть на отрицательной комплементарности. Но если супруги разведутся, дети уедут учиться, теща разругается с зятем, сарай без ремонта развалится, колодец зацветет, кошка заведет котят на чердаке, то это будет уже не система, а просто заселенный участок. И наоборот, пусть умрет теща, сбежит кошка, но будет писать любящий сын и приезжать на именины дочка. Система сохранится, несмотря на перестройку элементов. Это значит, что реально существующим фактором системы являются не предметы, а связи между ними, хотя они не имеют ни массы, ни веса, ни температуры. Это простой случай. При усложнении системы расширяются и образуют субэтносы, группы людей, связанных положительной комплементарностью внутри себя и отрицательной относительно соседей.
Группа объединенных субэтносов образует этнос. Интеграция этносов — суперэтнос, то есть группу этносов, возникших в одном регионе и противопоставляющих себя другим суперэтносам. Так, романо-германская католическая Европа объявила в XVIII веке своим противником православные страны — Византию, Болгарию и Россию, и начала против православия крестовый поход. И тут, и там вера была одна, но суперэтносы разные. Чтобы оправдать свое поведение, крестоносцы Четвертого похода в 1204 году говорили, что православные такие еретики, что от них самого Бога тошнит. Значит, они воевали не за веру, а вследствие отрицательной комплементарности двух суперэтнических систем. Это уже не только социальное, то есть разумное действие, но взрыв неуправляемых эмоций, то есть явление природы. Комплементарность – ощущение подсознательной взаимной симпатии или антипатии членов этнических коллективов, определяющее деление на своих и чужих. Явление комплементарности лежит в основе этнического разделения людей, так как появлению любого этноса предшествует образование групп людей, консорций, объединенных взаимной симпатией, позволяющей этим людям поддерживать постоянные тесные взаимоотношения и вырабатывать общую линию поведения. На уровне этноса и суперэтноса явление комплементарности проявляется еще более четко. Хотя отдельные представители чужого этноса могут вызывать личную симпатию, весь этот этнос ощущается как нечто чуждое. Так как в большинстве случаев браки заключаются исходя из взаимной симпатии будущих супругов, комплементарность в этнической системе порождает явление эндогамии. Оно служит важнейшим фактором стабильности любого этноса. Вероятность заключения брака с членом своей этнической общности всегда выше, чем с членом другой общности, даже в крайне полиэтнической среде. В противном случае этнос растворится среди других за несколько поколений. При этнических контактах положительная комплементарность этнических систем может привести к их симбиозу или слиянию с образованием новой целостности, а отрицательная – к химере со всеми негативными последствиями такого контакта. На глубокие психические корни комплементарности указывает явление ностальгии. Подобно другим этническим явлениям, комплементарность предстает перед нами как явление статистическое и вероятностное, то есть на индивидуальном уровне возможны любые случаи и отклонения от закономерности, но при повышении ранга рассматриваемой системы закономерность действует все более четко. Комплементарность связана с другим этнопсихологическим явлением – ментальностью. Конвиксия – небольшая группа людей с однохарактерным бытом и общим местом обитания, существующая в течение нескольких поколений. Наряду с консорцией – низший таксон этнической иерархии. Примеры конвиксий – сельские общины, средневековые кварталы ремесленников, мелкие племена. Конвиксии отличаются невысокими степенями активности и резистентности. Консорция – комплементарное объединение небольшой группы людей, связанных часто эфемерно, единой целью и исторической судьбой. К консорциям относятся кружки, политические группировки, секты, банды, артели и тому подобные объединения, всегда добровольные, а не искусственно созданные. Роль консорций в этногенезе очень существенна, так как из них вырастают этнические системы более высоких рангов. Так, из первых консорций христиан возник впоследствии византийский суперэтнос. Из консорции, собравшейся на реке Тибр, Римская империя, из группы соратников Чингисхана – империя монголов. Это, конечно, наиболее яркие примеры, но и в других случаях процесс имеет тот же механизм. Прежде чем та или иная этническая целостность является на исторической арене как активная сила,
источники фиксируют появление ряда пассионариев, которые сколачивают вокруг себя группы единомышленников. Особенно активен процесс образования консорций в фазе подъема после пассионарного толчка. Однако в любые исторические периоды большинство консорций распадается еще при жизни их основателей или же переходит в конвиксии, и лишь немногие вырастают в этнические системы высоких рангов. Любопытно, что автор наметил основы такого подхода еще в студенческие годы, но не мог ни точно сформулировать их, ни тем более обосновать. Часто научная идея, даже правильная, гнездится где-то в подсознании. И лучше там ее задержать до тех пор, пока она не выкристаллизуется в стройную логическую версию, не противоречащую ни одному из известных фактов. При обобщении процессов глобальной истории правомерность системного подхода очевидна. Мусульмане ведут джихад, священную войну против христиан, но при этом и режут друг друга. Однако характеры столкновений на суперэтническом и субэтнических уровнях несоизмеримы. Англичане воевали с французами, но в Африке, столкнувшись с Зулу или Ашанти, ощущали свое единство и спасали друг друга. Даже древние греки вели себя так же. Воюя с персами, афиняне и спартанцы, доказана объективная реальность, существующая вне нас и помимо нас. Но ведь это биологизм. Так кричат те, кто не задумывается над сущностью явлений природы. Нет, это монизм. Это сопричастность людей к биосфере, праматери жизни на планете Земля. Это дополнение к социальной эволюции, а не замещение ее. Ибо прогресс — процесс развития социума, а этнос может быть сопоставлен с мелкими таксономическими единицами внутри вида Homo sapiens, рода Hominides, отряда Primates, класса Mammalia, млекопитающих, и мира Animalia, животных. Мы порождение земной биосферы в той же степени, в какой и носители социального прогресса. Естественники приняли системный подход с радостью, а гуманитарии его игнорировали. И это не случайно. Филологи и историки черпают первичные знания из письменных источников, а вон их о системных связях нет ни слова. С их точки зрения системы — выдумка, к тому же бесполезная. А как же быть с этносами? Очень просто. Надо различать их по названиям. Узнать же эти названия следует у них самих, как в паспортном столе милиции. Нет, это не шутка, а, увы, научная установка, бытующая поныне. На одной кандидатской защите оппонент назвал единым этносом эквадорцев, хотя в Эквадоре живут белые креолы, метисы, индейцы кечуа и индейцы Амазонии. По его мнению, народы, живущие в одном государстве, один этнос. Я спросил его, а как назывался этнос Австро-Венгрии, где большинство населения составляли славяне? Австро-венгры? Он обиделся и не ответил. Такому доктору географических наук системный подход, конечно, не нужен. Равным образом не нужен системный подход тем историкам, которые ищут предка изучаемого этноса. Эти историки считают французов потомками кельтов, галлов, а русских — потомками сколотов, скифов. При этом они забывают, что и те, и другие смешивались с соседями, меняли культуры и языки. И, наконец, забывают о том, что монолитный этнос равноценен расе, особенно если у него был один предок, а не сочетание древних этнических субстратов. Такая патологическая склонность к партеногенезу весьма распространилась в XIX веке среди полуобразованных людей и породила шовинизм как карикатуру на патриотизм. Итак, системный подход имеет не только теоретическое, но и практическое значение, ибо благодаря ему можно избегать ошибок как в личной жизни, так и в межэтнических взаимоотношениях. Начало и концы. Уже упоминалось, что этнические системы не вечны.
Они развиваются согласно законам необратимой энтропии и теряют первоначальный импульс, породивший их, так же, как затухает любое движение от сопротивления окружающей среды. Так, это понятно. Но откуда взялся первоначальный толчок? И какова природа той энергии, которая инициирует деяния людей, побуждает их идти на гибель или добиваться победы, воспользоваться плодами которой они не успевают? Ведь это не электричество, не теплота, не гравитация. А что же? Великий ученый XX века Вернадский, читая в 1908 году заметку во французской газете о перелете саранчи из Африки в Аравию, обратил внимание на то, что масса скопища насекомых была больше, чем запасы всех месторождений меди, цинка и олова на всей Земле. Он был гений, и потому задумался о том, какова энергия, которая подняла этих насекомых и бросила их из цветущих долин Эфиопии в Аравийскую пустыню, на верную смерть. Дальнейший ход его исследования можно опустить. Важен вывод. Во всех живых организмах находится биохимическая энергия живого вещества биосферы. Совсем не мистическая энергия, а обыкновенная, аналогичная электромагнитной, тепловой, гравитационной и механической. В последней форме она и проявилась. Большей частью биохимическая энергия живого вещества находится в гомеостазе, неустойчивом равновесии. Но иногда наблюдаются ее флуктуации, резкие подъемы и спады. Тогда саранча летит навстречу гибели. Муравьи ползут, уничтожая все на своем пути, и тоже гибнут. Крысы-пасюки из глубин Азии достигают берегов Атлантического океана и несут с собой легионы чумных бактерий. Лемминги толпами бросаются в волны Полярного моря. Газели в пустыню Калахари. А люди? Но об этом-то и пойдет речь. Чем сложнее организм, тем больше факторов определяет усложнение его системных целостностей, и тем многообразнее их проявление в видимой истории. О людях мы знаем больше, чем о насекомых и грызунах. Там можно наблюдать только кульминации вспышек. Но начало их, а также концы, когда импульс затухает и движение переходит в гомеостаз, причем популяция вымирает, описать очень трудно. Зато людям известна не только относительная хронология, показывающая, что было раньше, а что позже, но и абсолютная, в каком году то или иное произошло. Поэтому обнаружить и уточнить закономерности биосферы целесообразно путем их сопоставления с этнической историей человечества, где тоже есть начало, вспышки этногенеза, и концы, распады этнических систем. Любопытно, что наличие начал отмечали еще эллины и римляне, хотя прекрасно знали, что у них были предки. Ахейцы, ходившие разрушать Трою, и латины, прибывшие из поверженной Трои в Италию под предводительством Энея. Тем не менее, греки считали началом первую Олимпиаду в 776 году до нашей эры, а римляне — основание Рима в 753 году до нашей эры. Пусть эти даты не точны, но в середине VIII века до нашей эры действительно сложились два этноса-ровесника — эллины и римляне. А конец римского этноса наступил в V веке нашей эры, фактически с упразднением культа Весты, а официально с отречением последнего императора Ромула Августула в 476 году. Социальный институт пережил создавший его этнос. Византийский этнос называл себя ромии, то есть римляне, хотя на самом деле он был могильщиком Рима, так как происходил от полиэтнических христианских общин Сирии, Египта и Малой Азии. Первая достоверная дата его — 155 год. Это диспут Юстина философа с языческими философами. Конец — падение Константинополя в 1453 году. Но следует отметить, что начальным датам всегда предшествует инкубационный период продолжительностью около 150-160 лет, то есть 6-7 поколений. Это наводит на размышления. Мусульмане начинают свою историю с бегства Мухаммеда из Мекки в Медину,
622 год, хиджра. Но этому предшествовала эпоха энергетического взлета, выразившегося в ожесточении племенных войн и в появлении плеяды поэтов. Это показывает, что фактический взрыв энергии был на рубеже V-VI веков. Уточнить дату трудно, да и не нужно. Создание современной западноевропейской этнокультурной целостности высчитано в 40-х годах прошлого века Агюстеном Тьерри, это 841 год. Тьерри доказал, что именно тогда проявили себя французы, которых до этого не было, а была механическая смесь солических франков и галло-римлян. Тогда же слились в этнос немцев племена саксов, репуарских франков, тюрингов, швабов, фризов. В те же годы потомки вестготов, аланов, лузитанов и свевов объявили себя испанцами и начали реконкисту, отвоевание Пиренейского полуострова у арабов. А ладьи викингов бороздили волны морей уже полвека, отмечая инкубационный период этногенеза. Остров Британии и полуостров Италия несколько отстали в этническом преображении, но были втянуты в него путем завоевания англосаксами, норманами и швабами. Позднее эта система, набухшая энергией, распространилась на Америку, являющуюся заокеанским продолжением Западной Европы, Австралию и Южную Африку. Подчинила Индию и другие тропические страны, насадила свой стереотип поведения даже в Японии. Но Россия, Турция и Китай устояли. Очевидно, все этносы прошли фазы подъема, перегрева, надлома и инерции. Только каждый этнос по-своему. Те же этносы, которые европейцы считают примитивными и отсталыми, потому что ныне они пребывают в гомеостазе, некогда имели своих героев и гениев, но неумолимый Хронос состарил их. От былых живых культур у них сохранились обрывки преданий и трудовые навыки. Это старички, а не дети. Описанная закономерность противоречит принятой на Западе теории неуклонного прогресса, но вполне отвечает принципу диалектического материализма. Еще Энгельс использовал для наглядности пример зерна, дающего колос с обилием зерен. А русский поэт XX века Ходосевич интерпретировал этот пример в отношении исторических закономерностей во времени. «И ты, моя страна, и ты, ее народ, умрешь и оживешь, пройдя сквозь этот год, за тем, что мудрость нам единая дана, всему живущему идти путем зерна». К явлениям этногенеза применимы и другие законы диалектики. Переход количества в качество наблюдается при взрывах и становлении этносов, негантропии. В последующей этнической истории энтропии он только меняет знак. Непосредственно после толчка или взрыва энергия расширяет свой ареал, усложняет систему, создавая дополнительные звенья и блоки, сословия, секты, торговые компании и тому подобное. С определенного момента процесс идет в обратном направлении. Количество подсистем уменьшается, энергетический баланс системы снижается, и система упрощается настолько, что у нее остается либо один элемент-реликт, либо и он рассасывается между отдельными системами. Мозаичность этносистемы объяснима через закон единства и борьбы противоположностей, а неизбежная смена одних этносов другими через закон отрицания-отрицания. Как известно, диалектический материализм изучает наиболее общие законы развития природы, общества и мышления. Применение диалектического материализма к изучению развития общества сформировало исторический материализм. Однако этнос — это феномен биосферы, и все попытки истолковать его через социальные законы развития общества приводили к абсурду. Ограничимся одним наглядным примером. Известно, что национально-освободительные движения несопоставимы однозначно с социальными конфликтами в рамках какой-либо страны. Здесь спорить не о чем. Действительно, если бы принадлежность к этносу определялась только отметкой в документе, то не нужен был бы Институт этнографии Академии наук СССР,
а достаточно было бы паспортного стола и заполнения формы номер 1. Однако вряд ли кто-либо с этим согласится. Для объяснения природных феноменов надо искать природные причины. Сомнения и недоумения. Неоднократно доводилось слышать вопросы. Каким образом мы, люди, можем узнать о такой форме энергии, как биохимическая энергия живого вещества биосферы? Большая часть формы энергии воспринимается органами чувств. Свет — движение фотонов — зрением, звук — колебания атмосферы — слухом, тепло — движение молекул — осязанием, электромагнетизм — несложными приборами. А как признать достоверным существование особой биохимической энергии, находящейся в телах людей и при этом сопоставимой с прочими формами энергии через энергетический коэффициент? Вот если бы тут была еще и душа, все было бы ясно, ибо к мистике мы привыкли. Да, действительно, все виды энергии воспринимаются не непосредственно, а через наблюдаемый эффект. Но для получения эффекта необходима структура из многих элементов. Никто не видел единичного фотона. Никого не обожгла одна молекула. Невозможно слушать музыку ниже слухового предела. А катионы и анионы были не наблюдены, а высчитаны. Так и биохимическая энергия была обнаружена Вернадским в огромном скоплении саранчи. Изучая же отдельные насекомые, он не увидел бы ничего. Вот почему для поставленной нами цели нужна была история как фиксация биохимических процессов в человечестве на популяционном уровне и за достаточно долгие сроки. Мимолетный взгляд дал Платону право определить человека как двуногое без перьев. Над этим определением хохотали еще афиняне. В наше время всем известно, что каждый человек — член этноса. Этнос же входит в биоценоз своего географического региона, являющегося фрагментом биосферы планеты Земля. Земля, в свою очередь, входит в состав Солнечной системы, участка галактики и метагалактики. Таким образом, все мы причастны Вселенной, но путем иерархической совместимости макромира с микромиром, от которого людей отделяют клетки их тела, молекулы, атомы и субатомные частицы. Любая научная задача может быть корректно поставлена и решена только на своем уровне. Но как же удалось увидеть эффект биохимической энергии живого вещества людей, которые так разнообразны и зависимы не только от природы, но и от культурного и социального развития? Это открытие пришло к автору весьма неожиданно, при изучении свойств исторического времени. Линейная и циклическая системы отсчета времени употребляются ныне для календарей. Такое время не зависит от природных явлений и тем более от деятельности человека. Но время, в которое мы живем и которое ощущаем, измеряется числом событий. В отличие от календарного, оно неоднородно. В нем есть свои горы и пропасти, трясины и равнины. По равнинам так приятно идти. И это время как раз показывает неравномерность распространения энергии живого вещества на Земле. Ведь если бы этой неравномерности не было, то люди бы довольствовались простым насыщением и размножением, то есть самосохранением индивидуально и в потомстве. Так подсказывает инстинкт. Но не все люди шкурники. Некоторые обретают стремление с обратным знаком, стремление к идеалу, под которым понимается далекий прогноз. Они стремятся либо к победе над врагом, либо к открытию новых стран, либо к почестям от своих сограждан, либо к накоплению, безразлично чего, денег, знаний и воспоминаний, либо к власти, обладание коей всегда влечет за собой беспокойство и огорчение. Эти люди могут быть добрыми и злыми, умными и глупыми, нежными или грубыми. Это не важно. Главное, что они готовы жертвовать собой и другими людьми ради своих целей, которые часто бывают иллюзорны. Это качество, по сути, антиинстинкт, я назвал его новым термином «пассионарность», от латинского «passio» — «страсть».
Пассионарность. Это слово вместе с его внутренним смыслом и многообещающим содержанием в марте 1939 года проникло в мозг автора как удар молнии. Откуда оно взялось, неизвестно. Но для чего оно, как им пользоваться и что оно может дать для исторических работ, было вполне понятно. История любого этноса укладывалась в колыбель описанной схемы: толчок, подъем, перегрев, упадок, затухание. А отдельные зигзаги учитывались пропорционально их значению. Оказалось, что любая живая система, будь то этнос или организм, развивается единообразно. Внезапно в ней появляется некоторое количество людей, наделенных пассионарностью, пассионариев. Историческое время от вспышки до затухания совпадало с фазами этногенеза и отвечало им полностью. Это были как бы возрасты этноса, определяемые процентом пассионариев в этнической популяции. Растет их число до определенного предела, система усиливается. Выше этого предела пассионарность уничтожает сама себя и снижается, так как пассионарии истребляют друг друга. Ниже идет спад пассионарности с выбросом свободной энергии, порождающей искусство, роскошь, интриги и социальные идеи. После энергетического надлома наступает длинный период инерции, когда упорядочивается хозяйство, расширяется образованность и царит законность. Но неубывающая энтропия ведет этнос к распаду. Непонятно было лишь, как возникают сами пассионарии и чем они отличаются от своих соплеменников. Друг-биолог, тоже студент, подсказал слово «мутация». А ведь и верно. Только это микромутация, меняющая что-то в гормональной системе организма и тем самым создающая новый поведенческий признак. Человек остается самим собой, но ведет себя по-другому. Мутация никогда не захватывает всей популяции. Мутируют отдельные особи и по-разному. Явные уроды быстро устраняются естественным отбором, а для устранения мутантов-пассионариев необходимо около 1200 лет. Причем они ухитряются оставить после себя следы своих деяний: здания, поэмы, картины, рассказы о своих подвигах, технические изобретения и моральные нормы. Впрочем, моральные нормы забываются в первую очередь. Если бы автор не осознал все это еще в 1939 году, ему в голову не пришло бы искать объяснение исторических событий в концепциях Бертоланфи и Вернадского, казалось бы, не касающихся истории. Благодаря соединению геобиохимии и системологии с исторической географией становится понятной причинная связь между биохимической энергией живого вещества биосферы и отдельными системами, от микроорганизма до суперэтноса. Системы работают на биохимической энергии, абсорбируя, поглощая ее из окружающей среды и выдавая излишек в виде работы в физическом смысле. Оптимальное состояние или гармоничность системы, будь то один человек или многолюдный этнос, это когда количество энергии, идущей на нужды самого организма и на пассионарность, равны. Тогда они уравновешивают друг друга, и система крепка. Если мутант абсорбирует больше энергии, он должен ее истратить, а путь к этому только один — деяние. Тогда испанские идальго едут в Америку или на Филиппины, завоевывают целые страны, обретают богатство, но 80% гибнут, а уцелевшие возвращаются измотанными до предела или больными. Но ведь едут только Дон Кихоты, а Санчо Пансы сидят с женой дома. Так Испания, в XVI веке претендовавшая на роль мирового гегемона, к 1700 году стала предметом раздела между европейскими державами, и началась война за испанское наследство. Однако этносы способны к регенерации. Тот же испанский этнос отразил армию Наполеона. Это был подвиг, равный освоению Америки. Как он мог совершиться? Только потому, что пассионарность — наследственный признак, видимо, рецессивный, так как он передается, минуя детей и внуков, к правнукам и праправнукам.
Поэтому этнические системы существуют долго. Пример Испании не исключение. Куда ни взглянешь, тот же самый процесс. Ехидные студенты решили проверить теорию на совсем новом для автора материале — Японии и Эфиопии. И получилось то же самое. Взлет, то есть мутация, подъем, то есть усложнение, спад, связанный с развитием культуры, инерция, установление цивилизации, упадок, смешение с соседями и очередной взлет. Что это закон природы, сомнений уже нет. Но обязателен ли упадок? Да. Потому что наряду с пассионариями при мутации появляются субпассионарии, особи, абсорбирующие меньше энергии, чем требуется для уравновешивания потребностей инстинкта. Им все трудно, а желания их примитивны — поесть, выпить, поразвлечься с такой же, как они, женщиной. Таковы неаполитанские лацарони, бродяги, описанные Горьким, подонки капиталистических городов, вымирающие племена Андаманских островов, которым лень наловить рыбы, нарвать в лесу плодов для любимых детей. Они лежат на берегу океана в ожидании парохода, а потом просят у приезжих туристов табаку, курят и счастливы. Субпассионарии существуют повсеместно, но очень различны. Близкие к оптимуму составляют кадры преступников и проституток. Те, кто слабее, становятся алкоголиками и наркоманами. А еще ниже стоят дебилы и кретины, у которых не хватает энергии даже на то, чтобы мечтать. Эти особи за пределами нормы. Субпассионарии отнюдь не так безобидны, как может показаться. Для них характерна безответственность и импульсивность. Им нельзя ничего доверить, ибо ради минутного наслаждения они способны погубить любое дело, даже государственное или общественное. Ради сегодняшней выгоды они уничтожают кормящие ландшафты, обрекая на голод своих потомков. Будущее их не пугает, потому что они просто не в состоянии его вообразить. А тех, кто пытается их вразумить, они убивают. Этот процесс особенно отчетливо виден в истории Римской империи III-IV веков. Не рабы, и не варвары, и не христиане погубили Рим, а любители цирковых зрелищ, бездельники, которых кормили даром. Ведь именно ради них истребляли население провинции и природу собственной страны, Италии, где дубравы не восстановились доселе, а склоны Апеннин заросли колючим кустарником. Практическое значение теории. Нарисованная здесь картина выглядит мрачновато. Но задача науки не в том, чтобы утешать людей и тем вводить их в заблуждение. Так, правда, случалось неоднократно, но то были своего рода академические приписки. Ученый обязан отобразить картину реального мира, сколь бы сложной и даже горестной она ни была. Преодолеть трудности можно только тогда, когда о них знаешь. Но можно возразить автору. Зачем знать то, чего нельзя ни изменить, ни исправить? Что же, автор не верит во всемогущество человечества? Да, изменение законов природы вне людских возможностей хотя бы потому, что сами люди — часть природы. Но знание законов природы очень полезно, ибо позволяет избежать многих бед. Люди не любят землетрясений, предотвратить их не могут, особенно когда вулкан образуется под водами Тихого океана. Зато сейсмография предупреждает о начале бедствия, и это позволяет своевременно эвакуировать обитателей морских берегов в горы и предохранить от губительного цунами. Метеорология также предупреждает о засухах и наводнениях. А ведь они, как и этногенез, возбуждаемый мутациями, за пределами активности людей. То же самое относится к этногенезу. Даже если люди не могут ничего поделать с этим статистическим потоком вероятностей, то они могут не делать чего-то очень важного. Не поворачивать северные реки, не поощрять курение подростков, не выставлять студентам в институтах пятерки за двоечный ответ. А для того, чтобы избежать ошибок, знание истории и этнологии необходимо. Теперь закономерно спросить автора, почему он, владея такими нужными людям понятиями, как этногенез и пассионарность, 30 лет не публиковал своих открытий?
Использовал ли он свои знания или молчал, чтобы избежать столкновений с коллегами? Автор свои мысли использовал эгоистично. Он написал кандидатскую и докторскую диссертации по историческим наукам, истории древних тюрок, решив алгебраически очень трудные задачи. А потом перевел их на тривиальный арифметический язык, чтобы не шокировать членов ученого совета ИСТФАКа. Если бы они знали, что есть способ писать научные работы легко и убедительно, то не голосовали бы за автора единодушно. Публиковать новую методику следует только тогда, когда каждый тезис может быть убедительно аргументирован. Интуиция автора никого не убеждает. Если же ему удастся решить частную задачу, то это будет отнесено на долю случая. А ведь мы работаем для людей и должны считаться с возможностями и привычками своих коллег. Пассионарная теория этногенеза была весьма благожелательно встречена географами, геологами, зоологами, ботаниками и философами, но не вызвала интереса у историков-источниковедов, филологов и востоковедов. А жаль, она и у них нашла бы применение. И, наконец, замечание, относящееся не к теории, а к некрологу. Если ученый изучает предмет бескорыстно, не ставя предвзятой цели, то его открытия могут быть использованы в практической деятельности. И если же он хочет добиться какой-нибудь выгоды для себя, шансы на успех ничтожны. Такова диалектика творчества, один из разделов диалектики природы. Перед лицом науки. В Александрийский век античной культуры, 1-3 века, говорили: эллины ищут знания, а иудеи — чудо. В наше время все поиски истины присвоили себе люди, служащие в научных институтах. Однако способы работы и цели научных сотрудников и ученых различны и вызывают к себе различные отношения современников. Первый и основной способ можно назвать седалищным. Это составление справочников, словарей, пособий. В гуманитарных науках это подготовка текстов к печати и библиография. В археологии — описание коллекций и, в лучшем случае, выполнение картосхем, каталогов и статистическая обработка собранных материалов. Работа эта пользуется заслуженным уважением, обеспечивает приличную зарплату и не приносит авторам ни беспокойства, ни известности. Второй способ можно назвать мотыльковым. Научный сотрудник много читает, а затем излагает чужие мысли своими словами. У него много читателей, неплохие гонорары и красивая жизнь. По сути, это разновидность литературы, причем изящной. И поскольку популяризация науки нужна, то такие авторы обретают симпатии читателей и коллег. Но жизнь их сочинений мимолетна. Третий способ — накопление знаний, создание монографий. Но если авторы ограничиваются публикацией накопленных сведений, их труды не находят читателей. Удержать интерес к своей работе можно, только открыв себе вену и переливая горячую кровь в строки. Чем больше ее перетечет, тем легче читается книга, и тем больше она приковывает к себе внимание. Зато результаты будут плачевны, ибо коллеги не простят автора. Ишь ты, его читают, а меня нет. Большие неприятности по службе обеспечены. Однако такие книги живут долго. Часто они переживают авторов, а те, исполнив роль доноров, умирают спокойно, с сознанием исполненного долга. Их вспоминают с уважением. Все три способа были испробованы автором, и лишь после этого он прибег к четвертому. Хуже всего тем, у кого научное озарение охватывает сердце и мозг пламенем постижения истины. То, что было погружено во тьму, вдруг прояснилось. То, что было перемешано и перепутано, становится на свои места. Собственные ошибки, бывшие привычными, устоявшимися мнениями, отваливаются как шелуха. Но рассказать об этом никому нельзя, потому что даже друзья предпочитают воспринятые с детства представления необходимости передумать заново, пусть не все, но многое. Да и сам первооткрыватель начинает не верить себе. Огонь в сердце, обжигающий мозг, его пугает.
Он проверяет себя и свою мысль, и ему становится легче, потому что горение превращается в тление, но душа продолжает преображаться неуклонно. Наконец наступает момент, когда он не может молчать. Он рассказывает, но не находит тех огненных слов, которые бы донесли смысл его открытия до собеседников. Он знает, надо заставить их думать, и когда это удается, когда пламя мысли передано другим, он обретает счастье. Но зачем оно ему? У него в душе уже все сгорело. Единственное, что ему осталось, это повторять уже известное. Поистине подлинное научное открытие, доведенное до людей, ради которых ученые живут и трудятся, это способ самопогашения души и сердца. И хорошо, если первооткрыватель после свершения покинет мир. Он останется в памяти близких, в истории науки. Вот почему это изложение открытия так названо — автонекролог.